Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ассаламу алейкум, кадрле дин кардашлер. Добрый день, уважаемые гости. Мы сегодня собрались на второй научно-практической конференции «Гибаддинские чтения». Первая часть, посвященная Фариду Абдуловичу, была проведена в селе Урмаево. Соответственно, был Курбан Байрам. И вторую часть, научно-практическую часть, решили провести в Чебоксарах. Спасибо, что смогли найти время. Спасибо, что смогли приехать, несмотря на погоду, несмотря на тяжелые дороги. Мы очень это ценим и думаем, это послужит для нас возможностью для большего сближения, для дальнейшего понимания друг друга. В сути гибаддинских чтений вы прекрасно понимаете, что эти чтения были учреждены буквально год тому назад. Эти чтения посвящены нашему земляку, заслуженному деятелю культуры, большому общественнику Фариду Абдуловичу Гибаддинову. Его мысли, его идеи на сегодняшний день стараемся продолжить мы, члены Национальной культурной автономии Татар-Чувашской республики, совместно с нашими друзьями со всего Поволжья. Не только Поволжье, география с каждым годом, слава Богу, иншаллах, увеличивается. Год тому назад. Но давайте начнем с того, что любое мероприятие земляку должно у нас начинаться с чтения сур Корана. Большому общественнику Фариду Абдуловичу Гибаддинову. Его мысли, его идеи на сегодняшний день стараемся продолжить мы, члены Национальной культурной автономии Татар-Чувашской республики. Сначала я хотел бы предупредить. Просто сейчас у нас мероприятие касается Фарида Абдуловича, покойного. У нас среди нас его нету. Поэтому мы бы хотели прочитать отрывок из Корана, и чтобы его душа, чтобы, мы знаем, что он с нами рядом, с душой, и чтобы покоилась с миром, чтобы могильные муки, чтобы не мучили его, чтобы он всегда был с нами, и заодно и мы, чтобы будем вспоминать его с хорошими словами. Поэтому я хотел бы прочитать отрывок из Корана и делать дуа, чтобы пожелать, чтобы у него все было хорошо, и пусть все вместе мы встретились, как вот в этом мире мы живем, а там встретились в раю. Вот такими намерениями прочитаем Коран. Это слова Всевышнего. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
إلهي آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Rabbim Allah'ım, Ya Rabbim Allah'ım, Ya Rabbim Allah'ım, şu okuyan Kur'an ayetlerimizni hata kimçiliklerini satkan halde özün kabullarına eyle. Şuşundaki bulgan barça Müslüman kardeşleri, hem de şulay kürşi halklar, hem de şulay barça isimizden de özünün ki rahmetinin tubarısında siyikli bulgan Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'lerin anın abi sahabe kiramlarının gaylarını işte şartlandırsan biz ganın şefaatine işine nasip etsen idi. Hem de şulay şu okuyan Kur'an ayetlerimizin hasip bulgan ecir sahiplerin aralarımızdan kitip bargan Müslüman kardeşimiz Abdullah abi Ola Ferit abinin da ruhlarına şartlandırsan idi. Anın dünyalıkta kılgan günahlarını yerlik alsan idi. İşlegen izgiliklerini arttırsan idi. Baratırgan cennet bu bizlerden behil razı bulup yatsa idi. Ya Rabbim Allah'ım şu kan Kur'an ayetlerimiz hürmetine yüzlerimizge barçamızga da sağlık selametliklerimizni berip şu meclisimizni hayırlı kılıp devamlı etip ya Rabbim Allah'ım sevapka bağışlap ya Rabbim Allah'ım yüzlerimizge de yüzünün karşında da bendeler karşında da derecelerimizni arttırsan idi ya Rabbim Allah'ım. Hem de şulayık şu işlerimizin halkka, devletimizge, Müslümanlarga, hem de şulay milletimizge ya Rabbim Allah'ım fayda getirürse şu meclis bulsaydı, hem de şulay ya Rabbim Allah'ım üzlerimizden indi izgi tilek var, şu izgi tileklerge eriştirsen idi. Ya Rabbim Allah'ım şartlık bilen, esenlik, sağlık bilen yurtlarımızga, yüzlerimizden kiri şartlık bilen alıp katırgan nasip bulsaydı. Ya Rabbim Allah'ım yüzünden sırıyız, yüzünden ümmet etemiz, taşlama şu izgidigadan amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allahu Ekber. Все, спасибо. Сегодняшней конференции, у всех программы, наверное, имеются, мы решили выбрать этнокультурную идентичность субэтносов татар, живущих в регионах России. Данная тема для нас, мы считаем, актуальной в связи с тем, что буквально месяц тому назад у нас проходила всеобщая перепись населения. Мы прекрасно знаем проблемы малочисленных народов, в том числе и татар, хотя мы и не малочисленные. Некоторые части у нас могут обозначить себя как мишара, другие тептары, там, кряшня. Независимо от этого мы являемся татарами. И в свою очередь глубоко убеждены, что такая вот площадка, будь то она хоть гибадинское чтение, она необходимости для того, чтобы понять, кто мы и куда мы движемся. Приветственные слова хотел теперь передать председателю Национальной культурной автономии татар Чувашской республики Сафиуллину Хайдару Абдулбариевичу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Здравствуйте. Исянмесес. Хотел бы начать с того, что гибадиновские чтения проводятся второй раз. Первый раз она была посвящена полностью Гибадинову Фариду Абдулучу. Была издана книга воспоминаний о Гибадинове Фариде. Было установлено мемориальные доски, где он работал в детской школе искусств Комсомольского района и в селе Урмаево в Доме культуры. Естественно, проходили многие мероприятия, посвященные этому. В этом году мы начали с духовной части, потому что в прошлом году тоже был Курбан Маджлис, который заканчивал. Мы начали с Курбан Маджлиса, со вспоминаниями, и наши доклады были посвящены духовной части. Выступали имамы и муфти с докладами, с приветственными словами. Сегодня вот мы перешли, у нас ученые наши, и Чуваши, и Татарстана, и наши гости из Мариэл. Но мы не можем сейчас создать большую такую аудиторию. К сожалению, не у всех есть QR-коды. Тем более мы собрались, думаем, будет наша работа плодотворной, и по итогам вот этой научно-практической конференции мы хотим выпустить сборник докладов, сборник, например, каких-то трудов. Вот я ваши доклады хочу, чтобы вы мне их отдали и включил
в этот сборник. С типографией я договорился, оплатил, как ответственным редактором мы договорились. Я думаю, да? Радик Радович, к вам вопрос. Вы же слегка подзабыли. Да. Осталось только напечатать. Следующие, наверное, гибадиновские чтения у нас будут происходить только, так хотят егоные родственники, жена, дети. Мы просто будем называть эти гибадиновские чтения, но в основном будем говорить о проблемах татар, о проблемах культуры, о проблемах этноса, которые дальше будут проходить. О гибадиновских чтениях дальше мы продолжим. Сейчас я коротко хочу ознакомить вас с планами, которые мы хотим в этом году и в следующем году провести национальной культурной автономии. Первое у нас в планах стоит 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. Это знаменательное событие, об этом есть указ президента, он утвердил, что у нас будет этот год посвящен исламу, будет празднование ислама, есть указ президента Татарстана. Мы, наверное, хотим создать здесь, у нас будет инициативная группа, которая будет заниматься, хотим туда пригласить или этих председателей местного самоуправления, всех татарских деревень, естественно, кого-то будем включать из этого. Думаю, в декабре месяце мы эту комиссию создадим и, соответственно, указ сделаем. Что же мы в этом планируем провести? Мы проводили совет. Первое, что мы хотим провести, или форум, или научно-практическую конференцию, посвященную называться будет 1100 лет ислама в России, история и реальность. Его время проведения, май, может быть, пораньше проведем. Посмотрим, как все у нас сложится, как у нас будет все это подготовка. Второе, у нас здесь в Чебоксарах планируем к 1100-летию провести республиканский сабантуй. Коллег, которые с национальной культурной автономией объединений, хочу пригласить, принять активное участие в этом деле. Надеюсь, вы тоже войдете в состав нашего совета. Дальше, третий, мы в селе Урмаево хотим провести детский сабантуй. Большой такой детский сабантуй с призами, чтобы дети шакирды могли рассказать об исламе своим, чтобы они готовились, об исламе, приняли викторине, например, азана, знание Корана. Некоторые девочки хотят одежду показать, которые носили наши бабушки, шить одеждой. Будут очень много викторин. Естественно, сабантуй не обойдется без борьбы, без соревнований. Это будет проходить у нас в селе Урмаево. Есть еще 2-3 мероприятия, которые я пока не хочу озвучивать, но думаю, они будут. Они в работе. Естественно, в это время мы будем проводить, в этот год будем проводить спортивные мероприятия, волейбол, футбол, борьбу хотим в знаменовании этого года. Хотим борьбу еще включить, вольную, борьбу на поясах. Думаю, все это пройдет в высшем уровне.
Ну, второе у нас в этом году год выдающихся земляков, не в этом, в 22 году год выдающихся земляков в Чувашской республике. К этому мы готовимся провести, наверное, в декабре проведем форум учителей истории, историков, ну, краеведов, как их можно назвать, чтобы они включились в эту работу, чтобы вот в прошлом у нас в первой части Сафин сказал, что они поставили задачу: каждая деревня должна иметь свою книгу, маленькую, большую, истории деревни. Мы тоже хотим в эту включиться и создать, чтобы в каждой деревне была своя книга. И еще мы хотим под этим создать, книгу о выдающихся земляках, татарах в Чувашской республике. Хотя бы, ну, маленькую книжку с описаниями, кто, как, что они сделали, попросить, чтобы с каждой деревни про своих земляков собрали материалы и нам дали. И, естественно, выпустить эту книгу. Ну, по дню, наверное, вот так пока поэтому по году выдающих земляков пока вот такие мероприятия запланированы. Есть еще только тоже маленькие наработки, но пока я о них не буду озвучивать. Так, еще у нас конкурс, международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира Урмай-Залиде проходит. Мы начнем собирать заявки, онлайн-заявки в феврале месяце и проведем где-то в мае, в июне эту конференцию. Ну, если вернуться в Чебоксарах, у нас в Чебоксарах сейчас действует один народный ансамбль татарской песни «Ялкын». И вот сейчас у нас это трансформируется, она создана уже, года 4 существует. У нас Чулпан, вот будет еще один ансамбль татарской песни «Чулпан». Они, вот руководители у нас здесь участвуют. Наверное, у нас скажет Гюзель Шакуровна слово про свою работу, про Ялкын, как ведется в 2-3 словах, попозже. Ну, модератор даст нам слово. Ну, что я хочу сказать. Спасибо, что пришли. Давайте начнем. Да, еще я хотел, у нас присуждена к этому дню премия Гибаддинова, и у нас в прошлом году мы не смогли вручить, и сейчас, наверное, сегодня тоже не пришел, Земдиханов Рафис Минкадирович, он в прошлом году у нас собрал, издал книгу Фарида Абдуловича, и ему вот присуждаем награду, премию ему. И второй в этом году у нас наш великолепный тренер, который воспитал ни одного мастера спорта, кандидата в мастера спорта, Сахрова Нажмеддина Садрдиновича. Нажмеддина, просим подойти. Данная премия была утверждена на Совете НКАД Чувашской Республики, и, соответственно, эта награда присуждается активистам, людям, которые занимают активную жизненную позицию на пути укрепления межнациональных, межрелигиозных отношений. Соответственно, Сахров Нажмеддин Абай у нас большой активист, и с каждым годом проявляет себя все больше и больше. И, соответственно, со своей стороны мы хотели бы выразить ему благодарность. И, иншаллах, вместе также двигаться вперед. В самом начале я уже сказал, что у нас гости приехали издалека.
Вот, давайте потихоньку будем переходить и начнем с нашего близкого друга, председателя национальной культурной автономии татар Республики Марий-Эл, Гайсина Ильгиз Зайнулгарабовича. Приветственные слова пока. Приветственные слова. Хайрлы күн. Добрый день, уважаемые участники межрегиональной конференции гибридного чтения. Я второй раз принимаю участие в таком мероприятии. Мы тогда еще определили, что надо переходить вот на такую волну, то есть о поддержке татарского этноса, о своих проблемах рассказывать, делиться опытом. И, в двух словах, наверное, скажу, что в Республике Марий-Эл существует, проживают 38 тысяч татар, и объединяющий их является вот наш республиканский центр татарской культуры, которых мы к себе всех подтягиваем. Хочу пожелать этой конференции удачных работ, удачных докладов, ну и чтобы действительно итоги были подведены и сборник вышел. Я знаю, что это непростое дело, потому что сам этим занимаюсь. Всем удачи. Яхши рахмет. Слова приветствием передаем Гибадинову Марату Мингалевичу, заместителю директора по науке Института истории имени Шихабаддина Марджани Академии наук Республики Татарстан, кандидат педагогических наук. Hörmətli kollegalar, qadrli miyyətdaşlar, din qadarışlarım, barınızın da kuruğa big şat, şakırığız için big zor rahmet. Şundan da min bu Gibadinov okullarına kelmişe bulmadı. Türlü sebepler boyunca, çünkü birinciden Farid Efendi үзімді біләдірем, һәм аның белән күп кенә очрашырга туры килде. Бик зур планнар бар иде бер-бергә эшләргә, иншалла, киләчәктә без ул планнарны тормышка ашырырбыз. Һәм инде әлбәттә инде фамилиям да туры килә, чөнки минем бабалар бу Чуашстан җиреннән, Комсомол районындагы Татар Шырт авылыннан. Шуңа күрә инде ничек каршы килергә. Әмма бу конференциянең темасы да шулай ук бик әһәмиятле, чөнки без беләбез бит инде үз тарихын, үз мәдәниятын белмәгән халыкның киләчәге дә юк. Шуңа күрә төрле төбәкләрдә яшәгән татарларның җирле тарихны, авыл тарихын өйрәнү бу искиткеч әһәмиятле әйбер. Моны инде һичшиксез бер Казаннан гына торып өйрәнеп булмый, чөнки сез беләсез инде безнең татарлар төрле төбәкләрдә таралган, ә менә җирле халыкны бу эшкә тарту бик зур эш. Һәм инде без бу юнәлештә төбәк тарихчылары белән эшләү безнең институтның бер әһәмиятле юнәлеше. Шуңа күрә без монда фәнни яктан нинди ярдәм кирәк, аны күрсәтә алабыз. Уважаемые коллеги, я очень рад, что мне довелось поучаствовать на этом мероприятии, поскольку мы действительно считаем, что проблематика этих чтений, она актуальна для всех нас. Мы знаем, что наши народы, татарский, чувашский, марийский, русский, удмуртский народы, это ближайшие соседи и родственные народы, чья история тесно переплетена. И вот эта общность истории, эта общность культуры, мировоззрения, это то, что нас объединяет. И мы, конечно же, вот это наше богатство, это наследие, которое нам досталось от предыдущих поколений, мы должны очень бережно сохранить и передать предыдущим нашим поколениям. И, конечно же, в этом очень большая роль не только нас, академических профессиональных историков, но и тех энтузиастов на местах, тех краеведов, которые очень активно сегодня занимаются изучением истории родного края, истории своего села. И мы со своей стороны готовы оказать всестороннюю помощь в этой очень нужной и благородной работе. Мы надеемся, что в Республике Чувашия, так же как и в Татарстане, вот это краеведческое движение будет набирать свои обороты, что к нему будут присоединяться новые люди, молодежь, и что в школах наших
значит, в музеях школьных и краеведческих. Вот эта работа тоже будет развиваться, и здесь мы тоже готовы оказать всю необходимую методическую помощь. Если необходимы какие-то практические семинары вот для тех, кто только начинает эту работу, для учителей, как работать со школьниками, как их привлекать вот к этой краеведческой работе, мы, конечно же, имеем большой опыт в этом направлении и готовы этим опытом с нашими коллегами в Чувашской республике, в Марийской республике поделиться. С другой стороны, мы, конечно, будем очень благодарны вам, если вы сможете наладить вот эти контакты с краеведами, поскольку, как я уже сказал в первой части, только из Казани, естественно, эту историю татар изучить невозможно. В каждом селе, в каждом населенном пункте должны быть свои краеведы, свои специалисты, которые лучше знают местную специфику. И только вот, как показывает опыт, только благодаря вот этому симбиозу, благодаря сотрудничеству академической науки и краеведов, энтузиастов, только благодаря этому мы сможем вот решить ту амбициозную проблему, которая была, задачу, которая была поставлена, чтобы каждое наше село имело свою объективную, достоверную историю. И очень важно, чтобы туда входили не только какие-то сказки, там, мифы, да, воспоминания, что там дедушки нам рассказали, но чтобы это действительно была объективная история, основанная на источниках, чтобы никто нам не мог предъявить никаких претензий, что мы каким-то образом, значит, идем против исторической правды. Вот это очень важно. И это очень важно для самих татар, но я думаю, это очень важно и для других народов, которые населяют наши республики. Я очень рад, вот, что здесь присутствуют наши коллеги из научных институтов Чувашской республики. С ними мы очень активно сотрудничаем. Я надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться, поскольку действительно у нас общая история, у нас общее культурное наследие, и нам нечего делить, нам только надо вместе объединяться и вместе, рука об руку, помогая друг другу двигаться вот в этом направлении, чтобы изучать это наше общее культурное наследство. И, конечно, очень важная задача перед нами стоит – это пропаганда вот этого исторического наследия, вот этого опыта мирного существования различных этнических групп, различных конфессий. Это тоже то богатство, которое мы, может быть, еще недостаточно сами оцениваем. Мы считаем, что это само собой разумеется. Это как бы данность, которая у нас существует, но мы знаем, и такие примеры в мире очень ярко нам показывают, что если вот эти традиции добрососедства, мирного существования, взаимопонимания мы не будем поддерживать, мы не будем в этом же духе воспитывать молодое поколение, то очень скоро вот эти многовековые традиции, они могут тоже сойти на нет. Поэтому этому мы тоже должны обращать внимание, и как педагоги, и как ученые. И в заключение я хотел бы передать в дар и татарское общение Чувашской республики, и Национальной библиотеки Республики Чуваши наши научные труды. Самый большой подарок, который ученые могут сделать, это наши книги. Поэтому вот мы постарались привести те наши последние издания, которые, я надеюсь, будут вам интересны и будут пользоваться популярностью и у читателей Национальной библиотеки Чувашской республики. Автономия. И такая же коробка у нас для Национальной библиотеки. Вам мы тоже передаем в дар. Вторая коробка. Это для автономии. Бигзур Ахмад Сизгачев. Марат Мигалевич, большое вам спасибо. Спасибо за теплые слова, за возможность услышать и быть услышанным. От себя скажу, Марат Мигалевич, у нас в деревне и в республике мы знаем некоторых активистов, некоторых краеведов. К сожалению, некоторых уже с нами нет. Но тем не менее, у них труды остались. Вот мы с Ванисом Абдулвариевичем буквально месяца 3 назад пытаемся, по крайней мере, все это собрать, труды, которые, так скажем, пока лежат в полочках. Соответственно, это труды касались жизни татар, откуда пришли, чем занимались. Все эта часть, она в каких-то в отрывочных частях
в архивах, их очень много. Архивы, часть архивов у нас, получается, сами знаете, здесь в Чебоксарах, часть архивов в Казани лежат. Соответственно, это очень кропотливая работа. Одни мы как бы это не осилим, соответственно, иншаллах, с вашей помощью, совместными усилиями, эта работа будет все-таки доведена до логического конца. И книга, вторая книга, наверное, это получается про Урмаева, и больше в обзорной части про Татар-Чувашской республики увидит свет. Рахмет. Так, слова приветствия передаем Аминову Рустаму Равиловичу, старший научный сотрудник Центра истории Поволжья и Приуралья, кандидат исторических наук. Уважаемые коллеги, добрый день. Очень рад вас всех приветствовать здесь и надеюсь, что гибаддиновские чтения станут традиционными, ежегодными, и мы еще не раз тут увидимся с вами все. Хотелось бы сразу перейти непосредственно к докладу, если можно. Это приветственное слово. Но вот действительно краеведение и наука, она должна объединять всех, вот как бы и краеведов, и народ, и ученых. И действительно вот в последнее время, последние десятилетия, так скажем, да, очень много для этого делается. Есть общество татарских краеведов, при Всемирном конгрессе татар есть различные объединения, организации, то есть автономии этих татар, да, каждой республики, каждых областей. Они тоже, мы сотрудничаем с ними, с Оренбургской автономией, с Башкортостанской, будем и сотрудничать и с Чувашской, и с Марийской, то есть со всеми регионами у нас налажены связи, и будем надеяться, что в дальнейшем это аукнется нам хорошими трудами, действительно хорошими встречами и мероприятиями. Спасибо. Иншаллах. Иншаллах. Рахмет. География, иншаллах, увеличивается с каждым годом. Слова приветствия хотел бы передать Иванову Виталию Петровичу, доктору исторических наук. Слова приветствия. Так, пока приветствие, да. Уважаемые коллеги, друзья, очень приятно находиться среди вас. Поиски корней своих, истоков – это, конечно, самое благородное и правильное направление деятельности национально-культурных автономий, как чувашских, так и татарских, значит, расселенных в разных регионах Российской Федерации. Диаспоры большие, в ряде мест, в ряде регионов очень крупные. У татарского народа не менее, значит, крупные диаспоры имеются и у чувашского народа. Самый крупный, конечно, в Татарстане, потом Башкирии, Самарской области, Ульяновской области, вот в 4 регионах. И везде, конечно, испокон веков очень такая дружная, мирная, добрососедская жизнь протекает у обеих народов. И в Чувашии живут тоже татары, значительно большая группа, 34 тысячи с лишним татар в республике насчитывается. В основном мы их считаем, да и сами считают, что они мишари. Вот. Но об этом я в докладе скажу еще. Вот что хочу подчеркнуть. Тут правильно было замечено о том, что вот краеведческие исследования надо очень активно разворачивать. Скажем прямо, что в Чувашии пока еще мишарские деревни, да, собственно, вообще татарское население слабо изучено. Но первые такие попытки сейчас, получается, у нас сделаны были в ходе подготовки и проведения конференции совместной, Чувашско-татарской конференции, которая проходила совсем недавно, осенью. Значит, часть конференции состоялась, работала в Чебоксарах, Чувашском государственном институте гуманитарных наук, и другая, вторая часть конференции работала уже в институте Маржани в Казани. Это совместный проект был реализован очень на хорошем высоком уровне. Сейчас уже буквально к концу этого года выходит большой сборник трудов чувашских и татарских, казанских авторов, вот посвященный как раз теме «Чуваш-татары. Ветви одного древа» называется. Вот это и сборник, и, собственно говоря, и под таким девизом проходила эта конференция. И вот нынешняя, настоящая видеоконференция, конечно, тоже в этом плане очень знаменательна и, как бы, я бы сказал, является продолжением вот в этом направлении.
Добавлю еще к слову, что такие конференции мы проводили и с марийцами. В прошлом году такая конференция состоялась. Тоже часть конференции проходила на территории Чувашии, а другая часть в Горномарийском районе. Вот, тоже очень много общего у Чувашии и марийцев в культуре, быту. Ну, с татарами у нас много общего и по происхождению, и по этнической истории, и по главному языку, скажем так прямо. И вот тоже был выпущен сборник, очень хороший, интересный, подобранный материал, который раскрывает все наши отношения в разные исторические периоды. И в завершении своего приветственного слова хотел бы еще сказать вот о предстоящей конференции. Такая конференция у нас задумана вместе с мордовскими коллегами. 3 декабря она будет проходить в селе Порецкое по чувашско-мордовским отношениям и связям. Ну, конкретно речь идет, скажем, прямо о Мордве в Чувашии, буквально вот так. Значит, когда мы по отношению к марийцам писали чуваши и марийцы, по отношению к татарам писали чуваши и татары, то в данном случае у нас несколько крен другой. Мордва в Чувашии мы изучаем, пытаемся совместно с мордовскими нашими коллегами изучать культуру и быт мордовского населения. Это Мордва Ерзя, в основном проживает на территории Чувашии. Вот в современных условиях, как живется и как изучается история расселения. Она интересна тоже, конечно, вот, Мордвы на территории Чувашии. Вот наши сотрудники выезжают 3 декабря. Если есть возможность, можете приехать, посмотреть, как это будет организовано и как будет проведено вот, на уже наш материале мордовского населения. Одним словом, работа такая ведется. Но я вот недавно был у нас разговор и с Хайдаром, уважаемым, на эту тему. Все-таки я так, ну, как этнограф, как историк, замечаю, что пока не очень активно разворачиваются краеведческие исследования мишарского населения Чувашии. Собственно, надо вот оживить, конечно, те ресурсы интеллектуальные, которые имеются в селениях, ну и в городах Чувашии среди татар, тех людей, которые интересуются краеведением, историей своих родных селений, истории своего родного народа на территории Чувашии, чтобы они активнее занимались вот, изучением и, соответственно, пропагандой знаний вот в этой области. Пока это не очень замечается. Я думаю, тут поддержка нужна и со стороны Казани, конечно, в какой-то мере, ну, по крайней мере, в научно-методическом плане. Может, этого не достает. Вот. Но, хотя, конечно, истории, вот что не татарская деревня, мишарское село, грандиозно интересное. Вот, если углубиться, вот, совершенно мало знаем, конечно, об этом. И молодежь растет тоже не зная. Сейчас вот, что касается чувашского населения, самой Чувашской республики и чувашского населения, которое проживает за пределами республики, определенную активность мы замечаем. Вот здесь худо-бедно что-то делается, конечно, но в то же время есть тоже перекосы. Например, в Татарстане очень хорошее дело затеяли, выпускается журнал «Туганжир», «Туанзер» по-чувашски, как говорится, родной край. Ведет эту работу Дамир Исхаков, мой коллега, друг и соратник, вместе учились когда-то в Москве. Вот. Это очень важное направление, на 2 языках выходит журнал. Вот у нас, к сожалению, в Чувашии уже такого журнала нету. Видите, где-то что-то есть, где-то что-то нет, что-то делается, что-то не делается. Ну, надо учиться друг у друга. Вот. Я хочу пожелать всем участникам сегодняшней видеоконференции успехов и хороших выступлений. Спасибо за внимание. Виталий Петрович, большое спасибо за теплые приветственные слова. В свою очередь хотел бы заметить один момент. У нас в республике есть газета «Вакыт», республиканская газета. Вот, на сегодняшний день проблематика данной газеты обсуждалась уже на уровне министерств. Министерство Республики Татарстан и Чувашия, соответственно, мы это обсуждали. Эта проблема, она актуальна. Соответственно,
тут уже и кадровый вопрос, тут и надо учитывать заинтересованность и тираж. Все эти моменты, как бы, они обсуждаются, и хотелось бы работаем в этом направлении. Возможно, тут опять-таки немалозначной будет и ваша, в том числе, помощь, как знающего человека, краеведа нашей республики. Соответственно, если вы не откажете, мы к вам обратимся. Ясно дело. Наше общее дело. Приветственные слова хотел бы передать Бойко Ивану Ивановичу, главному научному сотруднику Чувашского государственного института гуманитарных наук, доктора исторических наук, профессор, член научного совета Российской академии наук по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений. Иван Иванович, пожалуйста. Добрый день. Я вчера, откровенно говоря, просто напросился. Вот. Хайдар Абдулбаревич приглашал. И я говорю, а можно подойти? Ну, конечно, говорит, все. Я очень доволен, что вот присутствую сегодня. Ну, долго говорить не буду, но спасибо большое. Вот действительно за... Понимаете, так создаются традиции. Так нить вот времени не прерывается. Нить истории, память о людях, хороших людях, о светлых людях, каким был Фарид Абдулович. И мне тоже приходилось с ним работать, и как эксперта я его просил выступить, и так отношения, в общем, нормальные были. Но я просто хочу сказать вот о чем. Мы ежегодно с 2009 года наш институт проводит обследования, социологические опросы населения, этнокультурное развитие, межнациональные отношения. Результат хороший, может быть, даже успею что-то сказать, но это потом. Но вот всегда меня что-то, вот, знаете, ну, неудовлетворение вызывало. Вот 600 человек, выборка пропорциональная, должны присутствовать этнические группы в тех пропорциях, в которых они проживают в республике. 2/3 чувашей, четверть, чуть больше, может быть, русских, и не остается на татар, на мордву. Выборку попадает, ну, мы в Шагардан обязательно заезжаем каждый год, там человек 15 опрашиваем, но 15 плюс в городах, кто-то встречается, вот случайная выборка, ну, 20-25 человек, а мнение этих 25 человек мало для того, чтобы вот говорить об этнокультурных процессах татар, которые проживают в Чувашской республике. И вот Виталий Петрович говорил, и вчера Седокин говорил, вот на 3 ноября, у нас вот мы решили в прошлом году, давайте отдельно более 100 человек мордвы опросим. Наш опрос такой вот региональный, мы просили там 600 человек, и плюс еще мордву. И вот не только это, конечно, плюс классические этнографические исследования, которые проводятся, которые давно проводятся, плюс вот эти наши опросы. И вот как-то вот созрело решение провести такую научно-практическую конференцию. И наш директор, и вот Петр Владимир Павлович Седокин инициатором выступили. Я думаю, что вот у меня всегда в задумке там, теперь следующий надо татар, вот так пройти по татарским деревням и вот попросим помощь национальной культурной автономии с людьми, которые вот участвовать будут, как говорят, интервьюерами в нескольких татарских деревнях. И можем, вот посмотрим, что получится у нас 3 декабря, вот, Мордовской конференции. Но я думаю, неплохо бы хотя бы, ну, небольшой, это немного, конечно, материал будет, но тем не менее, о современных этнокультурных процессах среди татар, мнение людей, которых вот мы будем опрашивать. Плюс, конечно, вот я говорю еще раз, классические этнографические исследования, которые вот проводятся. И тогда мы еще раз соберемся, еще раз вот поговорим о тех проблемах, которые вот происходят среди татарского населения в Чувашии. Спасибо большое. Спасибо. Иван Иванович, постараемся помочь, оказать всяческое содействие. Приветственные слова передаем нашему близкому другу, сподвижнику Бадирову Азизу Маграмоглы. Спасибо за представленное слово. Мне очень приятно сегодня находиться под той работой, которую она связана с татарским народом. Я хочу приветствовать вас от имени азербайджанской диаспоры. Вы знаете, в Азербайджане очень крупный татарский диаспора. И у нас
было однажды, я когда был в Баку, они меняли свой офис, и оказалось, они хотели получить очень хороший офис, двухэтажный, а она оказалась хозяином моим братом. Я к нему звоню, я говорю, значит, слушай, это наши друзья, тут тебе за коммунальную услугу заплатят, остальные, ну, немножко там на доход даст. А то, что ты говоришь, вот, сумму, это несовместимо. Ну, это просто... Мы работаем татарской общиной, очень, сказал бы, близко, еще покойного Фарида продолжалось. Потом, значит, вот сейчас, многоуважаемый Хайдар Бариевичем, знаете, иногда я расскажу одно вот такое случай. Недавно мы отмечали о памяти шахидов, и мне пришла, значит, информация, что они как не могут делить эти суиты, эти шииты, значит, вот в таком духе. Я Аксакалов собрал, я, говорю, задаю вопрос, который русский парень погиб, христианин он, татарский парень погиб, грузинский. Теперь, значит, мы не должны о памяти говорить. Они же, у нас одно дело, которое защитит своей родины, независимо от национальности. То есть, чем больше национальность, она, наоборот, объединяет людей, разная культура, разный язык. Язык, наоборот, объединяет, а не расколывает. К сожалению, значит, иногда и такое бывает. Поэтому то, что мы сегодня, я участвую в этом прекрасном мероприятии, научно-практической конференции, я очень рад. Здесь, конечно, тронули очень прекрасные вопросы. Сегодня Чувашская республика, знаете, очень много национальностей живут в мире и согласии, в том числе и в Татарстане. Я часто езжу, у меня друзья, значит, культура практически у нас и у татаров одно и то же, вера тоже одно и то же, значит, чуваш у нас культура тоже, значит, несмотря что они христиане. Поэтому я всегда был, нельзя сказать, что я не верю, значит, в Бога и Аллаху, но не религиозный человек. Я ценю людей от его поведения, от его отношения друг к другу, но дай Аллах поможет нам всем. Иногда бывает, есть люди, которые вроде тут воруют, завтра говорит, Аллах мне простит. Это не должно, этот человек сам себе просто вот как-то удовлетворить хочет, да, вот это я своровал или кому-то там оскорбил, значит, я пойду Аллаху, Аллах мне простит. Так не бывает. Я еще раз хочу приветствовать и пожелать здоровья всем нам, независимо от национальности, поведения, пожелать успехов конференции, чтобы все было прекрасно, мир, дружба между нами. И мы радовались успехам каждого из нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте перейдем, наверное, к докладам. Сізді? Давайте, Рустам Равилович, давайте с вас тогда начнем.
Тема его доклада звучит как «Род Кармыш-Бабая, духовная элита деревни Ангельдина Козловского района Чувашской республики». Известные советские ученые Золотницкий и Магнитский зафиксировали предание о существовании на территории современной деревни Криуши, современный Козловский район Чувашской республики, татарской крепости, имевшей подземные ходы. Главными лицами в крепости являлись татарские мурзы. Одним из них был Мурза Кармыш, владевший деревней Карамышево. Отсюда и происходит название данного населенного пункта. В честь его брата Шемени названа деревня Шеменева. Предание также связано с деревней Мурзаева, с начальником крепости Мурзой. Тот же Золотницкий считает, что Кармыши были подчинены татары деревни Ангильдина. Вот что пишет об основании деревни Ангильдин татарский этнограф и просветитель Каюм Насыри. В древности в Тютюшах жил человек по имени Кармыш-Баба. Было у него 2 сына. С одним из них, Янгильдой, он якобы поселился здесь. Упомянутый Кармыш-Бабай, придя из Тютюши, выпросил у Чувашей Чинчаса, это современная деревня Семенщина Козловского района Чувашской республики, землю, поставил дом и завел хозяйство. Долгое время он не порывал с Тютюшами, держал там семью и здесь, и там сеял хлеб. Потом, когда дети выросли, они женились здесь в Чинчасах. Чуваши тогда были не крещены, и Кармыш-Баба всем своим сыновьям взял в жены чувашских девушек. Семья разосталась, сыновья отделялись от отца, строили себе дома, а чуваши давали им землю. В поисках места для жилья Кармыш-Баба пробовал ночевать в разных местах. Повсюду ему снились кошмары, богомерзкие сны. Спал он в поле между Альменом, Альменева деревня, современная по соседству с Янгильдином, и Кармышем, но окончательно облюбовал место нынешнего деревни Янгильдина Козловского района. Подключение дополнительных источников выявило, что известная личность, князь Бакшанда Нурушев, являлся родственником Кармыш-Баба. Необходимо отметить, что нет однозначной точки зрения, кем именно приходится Бакшанда Кармышу, родным братом или же дядей. К примеру, филолог Марсель Ахмедзянов приводит данные о том, что Заид Туктаров был внуком Кармыш-Баба. Сыном Кармыш-Бабая был Туктар, а не Заид, как у Каюма Насыри. Отцом же Кармыш-Бабая был, по данным того же Ахмедзяна, Нарыш. Таким образом, по Ахмедзяну Бакшанда и Кармыш-Баба являлись родными братьями. Подключение еще раз дополнительных источников и установление нами примерных годов жизни Бакшанды и Кармыш-Бабая подтверждают версию того, что Кармыш-Баба и Бакшанда Нурушев были родными братьями, так как время проживания их не разнится. Бакшанда владел землями по деревне Урсек, это ныне село Большое Русаково Кайбицкого района РТ, и деревня Бакшанда Слабинского района РТ. К сожалению, пока что не удалось найти потомков Бакшанды и установить с помощью данных этногеномики их родство с янгильдинцами, то есть представителями рода Кармыша-Бабая. Исходя из составленной нами родословной Кармыш-Бабая, а также из того, что представитель мужского рода Кармыш-Баба становился отцом в возрасте 22-30 лет, можно предположить, что Кармыш-Бабай родился приблизительно в 1580-1590-е годы. Следовательно, даты основания деревни можно считать 1610-1620-е годы. Другой сын Кармыша Нарышева, Саид, поселился в деревне Джунча. Позднее он и его потомки усматриваются в деревне Кушманы, современный Кайбицкий район Республики Татарстан. Первое упоминание о деревне Ангильдин мы находим в перечневой книге Свияжского уезда 1646-1652 годах. Тогда тут проживало 10 душ мужского пола. Самые первые точные данные о деревне Ангильдин относятся к началу XVIII века, 1722 год. Первая ревизия. По сведениям на тот год в деревне Ангильдин насчитывалось уже 197 мужчин. Для того времени это было довольно крупное поселение. Интересен тот факт, что сын Кармыша-Баба Янгильда основал также и одноименную деревню в Апастовском районе в 1648 году. Название деревни Янгильдина Козловского района также происходит от имени сына Кармыш-Баба Янгильды, примерно 1610-1620 года рождения, сыном которого являлся Актуба Янгильдин, именно сын Актубы Арыслан Актубин, 1691 года рождения, в 1748 году он скончался, являлся первопроходцем в должности муллы из данного рода. У Актубы был старший брат Акбулат Актубаев. Сведений о том, что он состоял в духовной должности, нету. Именно от линии Арыслана Актубина и идет прямая линия потомственных мул.
так и его сына Габдрахим Мулла Арслана 1715 года рождения упоминает в своей работе Икаюм Насари. На духовном поприще Габдрахима Арсланова сменил его сын Мурсалим Габдрахимов, который начал свою карьеру, будучи муллой в деревне Бакарче, это современный Зеленодольский район Республики Татарстан. Сохранились сведения, что Мурсалим Мулла был уважаемым человеком не только в среде янгельцев, но его авторитет распространялся и на соседние села. Прежде всего, расположен на территории современного Зеленодольского, Кайбельского, Апастовского районов РТ. Мурсалим Мулла является автором книги «Джамик», где есть письменное свидетельство справедливого решения между двумя враждующими сторонами судебного разбирательства. Как известно, в то время еще не было развитой судебной системы, поэтому многие дела находились в ведении мулл, и авторитет муллы был неприкасаемым. В первой половине XIX века в должности муллы состоял уже сын Мурсалима, Нигметулла Мурсалимов, 1776 года рождения. В 1842 году он ушел в мир иной, у которого в 1805 году родился сын Абдул-Вали Нигматуллин, также занимавший, как и его отец, высшую духовную должность в деревне Янгильдино. Кроме Абдул-Вали Нигматуллы, Мурсалима было еще 5 сыновей. Сыновья некоторых из них состояли на духовных должностях при мечети. В 1863 году на должность имама первой мечети был избран сын Абдул-Вали Нигамидзян Абдул-Вали в 1832 года рождения, а его двоюродный брат Хакимзян Саид Баталов состоял уже в приходе второй мечети. Обращение к материалам фонда 295-го Национального архива Республики Башкортостан позволяет глубже вникнуть в суть духовной жизни янгильдинцев, обозначить конкретных лиц, состоящих на духовных должностях, время их нахождения на них. К примеру, в 1905 году муэдзином третьей мечети, построен в 1900 году, состоял Абдул-Бары Абдул-Насыров, сын Абдул-Насыра Нигматуллина. А к 1900 году в деревне Янгильдино насчитывалось уже 1144 души мужского пола. Соответственно, чтобы удовлетворять духовные потребности данного населения Янгильдино, уже к началу 20 века, к 1900 году, как уже было сказано, была построена третья мечеть. Было дано добро, и уже летом мечеть начала функционировать. Другой брат Абдул-Бары, Мирзаян Абдул-Насыров, выдержал испытание на должность муллы второй соборной мечети чуть позднее, а именно в 1913 году. Их двоюродный брат, то есть Абдул-Бары, да, и Мирзаяна, Бурханиддин Галеев, 1840 года рождения, ввиду того, что должность имама была невакантной, в 1866 году был избран на должность муэдзина первой соборной мечети. Анализ данных амул, занимаемых должностью в соседней деревне Альменево, показал, что брат вышеупомянутых Абдул-Бары и Мирзаяна Абдул-Насыр, Абдул-Кави Абдул-Насыров, от 1846 года рождения, в 1898 году являлся имам-хатыбом соборной мечети данной деревни. В данную должность он вступил в 1872 году. В 1905 году, то есть параллельно, его сын Мухаммед Салим Абдул-Кавиев сменил отца уже в высшей духовной должности. Повышенный интерес представляет обнаруженная нами ведомость о семейном и имущественном положении лиц мусульманского духовенства Богородской волости Чебоксарского уезда. Как известно, в данную волость среди мусульманских сел, татарских сел входили только 2 деревни. Это деревня Янгильдино и деревня Альменево. В разное время данные деревни относились к Липовской волости, в данном случае в начале 20 века, как видим, Богородская волость. Ведомость датирована 1912 годом. Здесь мы находим сведения о стоимости изб, клетов, наличии скота, земли, закрепленных за определенными татарами, то есть духовными лицами, состоящими при мечетях. Но в данном случае получается 4 мечети, 3 мечети было в деревне Янгильдино и 1 деревня в деревне Альменево. В частности, самым богатым из представленных духовных лиц являлся вышеупомянутый нами Абдул-Кави Абдул-Насыров. Общая стоимость его имущества равнялась 1375 рублям, в которую входили изба 300 рублей, клет 100 рублей, конюшня 60 рублей, карда, задний двор для скота 20 рублей, ворота 10 рублей, лошадь 75 рублей, 2 коровы 60 рублей и, наконец, земли на 5 душ мужского пола 750 рублей. В среднем избы стоили 200-300 рублей, конюшня 30-60 рублей, корова 30-40 рублей. В целом из 8 духовных лиц, нуждающихся в суде, за исключением Абдул-Насыра, было по 1 корове. В итоге 8 татарам из запрашиваемых ими 320 рублей было выдано на 3 года только 130 рублей.
а именно Мулле Габдулладжану Салихову из запрашиваемых им 50 рублей выдано только половина 25 рублей. Муэдзину Мирзаяну Назирову из 25 15 рублей, Абдулбари Абдулхаеву из 50 рублей 15 рублей, Мулле Мухаммед Хафизу Нигометову из 40 рублей 25 рублей, Хакимджану Сид Батталову из 50 рублей 25 рублей и, наконец, Абдулкави Абдулнасырову из необходимых ему 40 рублей было выдано всего лишь 25 рублей. Обращает на себя внимание отсутствие в этом списке Мирсалиха Нигмедзянова и Габдрахмана Шамсудинова. Первый просил выдачи ему 25 рублей, а второй 40 рублей. Судя по материалам дела, им было отказано в суде. Таким образом, представители рода Кармыша Бабая состояли в должности духовных лиц не только в деревне Ангелина Арменьева, Бакарчи. Не исключено, что представители других параллельных родственных линий также занимали высшие духовные должности в современных деревнях Зеленодольского, Апостольского, Кабельского районов Республики Татарстан. Сегодня потомки рода Кармыша Бабая живут и в Казани и носят фамилию Кавиевых. Это линия, идущая от Абдулкави Абдулнасырова, внук которого Хамид Кавиев стал впоследствии писателем, автором около 10 книг. По образованию, будучи биологом и закончив Казанский педагогический институт, он сумел себя зарекомендовать как географ, путешественник и так далее. В целом, род Кармыша Бабая из деревни Ангельдина является примером сохранения семейных ценностей, знаний и эталоном татарской династии, оставившей заметный след в истории нашего татарского народа. Спасибо за внимание. Спасибо. У меня вопрос к вам. Очень такой широкий, большой доклад. Вот у нас Марат Мангалевич рассказал то, что он родом из соседней нашей деревни. Вот у меня просто также вопрос возник. Ваши корни не с этих мест? Нет, я просто интересно к этой деревне проснулся сравнительно недавно. И мы с одним коллегой вот занялись историей этой деревни, пишем сейчас вот книгу по истории данной деревни. И просто как-то она меня заинтересовала не только в плане того, что этого проекта, да, но и действительно там история этих двух деревень, именно не только Янгелдин, но и Армения, очень интересны, ввиду того, что это, во-первых, они относились к этнографической группе казанских татар, и то, что они находились на пограничье, то есть это очень близко было к Зеленодольскому району, она и сейчас там находится, в принципе, да, не изменилось ее месторасположение. И это тоже втройне это усиливает интерес к данной деревне, так как действительно интересные вот административные как отношения, да, как они взаимодействовали между, тогда ведь эта деревня тоже относилась к Чебоксарскому уезду. Поэтому вот это действительно интересный нонсенс, то, что они вот оказались так между двумя границами, то есть в итоге остались в Чувашской республике, они перешли в состав Республики Татарстан, хотя были посылки того, чтобы они остались у нас, то есть вернулись, то есть к нам, так скажем, если можно так выразиться. Параллельно вашему докладу тоже вот я залез в интернет, посмотрел в Википедии. Данные по населению вы сказали, там 1000 с лишним. Да, на начале формирования 1000 с лишним. И при наличии 3 мечетей. На сегодняшний день я вот, если только Википедия врет, 377 человек выдает. Да, население, убыль населения идет. При таких численностях на начальных этапах и при наличии 3 мечетей, к сожалению, ситуация получается не совсем приятная. Ну, здесь, знаете, дело в том, что это проблема не только деревни Янгельдина, да, это проблема всей Российской Федерации, сел, так скажем, да, любых национальностей, деревней. Да. Дело в том, что миграция происходит в райцентры, в города, нет рабочих мест, и то есть уже, если мы посмотрим, этнографы не дадут соврать, если смотреть полувозрастной состав населения деревень, да, то, разумеется, он уже довольно-таки не 20-30 лет, да, средний, то есть уже там предел старше 60 лет, да, тем более, учитывая сегодняшнюю ситуацию, удручающую с коронавирусом, эта цифра еще больше растет, и уже действительно деревни потихонечку, так скажем, не хочется, конечно, это говорить, исчезают, и действительно вот даже в той же деревне Янгельдина уже многие люди просто на летнее, так скажем, место жительства только туда, дачники, так в варианте живут, да. И уже многие дома действительно заброшены, и они просто-напросто
бесхозные, так скажем, бездомные, бесхозные, то есть без хозяев. И хочется сказать, что действительно деревня очень интересная, история ее очень богатая. Очень много архивных документов в Государственном историческом архиве Чувашской Республики, в Российском государственном архиве древних актов, нами вот было изучено в частности, да, Национальном архиве Республики Башкортостан, Государственном архиве Республики Татарстан. И вот то, что вот это пограничье, да, вообще чувашские села, они, татарские села Чувашии, они вот их сложно изучать в том плане, что материал разбросан не только в Чувашии, да, в Чувашском архиве областном, но и в Казанском, и в Башкирии есть, и в Ульяновской области, да, то есть везде, вот практически в каждом архиве есть какие-то пласты, можно вытащить, да, и если человек занимается конкретной историей деревни, это очень довольно-таки затратно, энергозатратно, материально затратно действительно этим заниматься, потому что и наверняка и в Мариэл тоже есть материалы, разумеется, в Ишкаралинском архиве, да, то есть посвященный данной деревне, областным деревням, другим деревням, соседним, которые находятся в пограничном, так скажем, да, статусе. Поэтому очень действительно слабо изучено, к сожалению, татарские вот эти моменты населенных пунктов, да, Чувашской Республики, краеведческие какие-то там связи родословные. Вот я тоже как раз вот говорил с вами в докладе, что составил Шеджере. Кому вот интересно, можете взглянуть на потомков, вот кто вообще есть, как это все происходило, вот это от одной ветки идут линии, да. Это по архивным документам составлено от 4 архивов, все досконально, есть сноски, все как бы не на легендах и на каких-то там привязках и так далее. Ради Равильевич, надеюсь, тоже с вашего разрешения, вот Хайдар Абдулбариевич это уже озвучивал, с вашего, соответственно, разрешения в общий сборник. Конечно. Ваши труды. И надеюсь, у нас тоже представители Янгильдина, возможно, тоже смотрят. Для вас, уважаемые земляки, есть большой труд. То есть это кропотливая, трудоемкая работа. Мы даже те обработанные варианты, которые вот до нас занимались, в том числе Фарид Абдулбариевич, Абдулович, извиняюсь, наш земляк с города Канаш, не помню имя сейчас, но вот, трудов очень много, даже для того, чтобы прочесть и разложить по полочкам, это очень много времени надо. И понимание, и все-таки как бы какая-то для нас, наверное, не будучи не историками, как бы это для нас проблематично, но вот архивные варианты чуть-чуть показались нам затруднительными. Поэтому вот такие труды, даст Бог, они не пропадут зря. Так, в продолжение вашего доклада, наверное, и в логической последовательности, Иванов Виталий Петрович, вам передадим тему доклада «История расселения татар в Чувашском крае». Вам слово. Ну, у меня немного пошире, в том смысле, что я в деталях тут сейчас не буду разбираться, как говорится, как мой уважаемый предыдущий коллега. Конкретные исследования по конкретному роду, очень интересно, конечно, и, в общем, как пример для и чувашских историков вот, по изучению родословий своих родов, предков. Это очень важно. Вот, мы бы хотели, конечно, познакомиться потом, после публикации, с этой работой. Ну, у меня вопрос такой. О расселении татар на территории Чувашии. Значит, по данным переписи населения 2010 года, ну, в Российской Федерации проживает в общей сложности 5 миллионов 353 тысячи татар. В том числе идентифицирующие себя как татары-крящины 34 822 человека. Сибирские татары 6779 человек. Астраханские татары 7 человек всего себя назвали. И как мишари 786 человек. Вот предыдущая перепись 2010 года такие данные дает. Но между тем в Чувашской республике именно как татары зафиксированы 34 214 человек. А как крящины и мишари, соответственно, 7 и 3 человека. Поразительно, ну факт. Как мишари всего 3 человека зафиксировано. Хотя мы говорим, что в Чувашии проживают мишари в основном.
И только в Альменево и Янгильдино, про которого сегодня вы рассказывали, проживают казанские татары, собственно, казанские татары. А в остальных селениях это мишары. Ну, больше половины татар Чувашии, 60%, являются сельскими жителями. В городах Чувашии насчитывается 12 тысяч татар. Так, городские татары проживают в республике, в Чебоксарах 4777 человек, в Канаше, ну, округленно говорю, 4000, Новочебоксарске 1600, в Шумерле 671 человек, в Алатыре 234, Козловке 585 человек, в Цивильске 236, 63, вернее, извините, в Марпасаде 40 человек, в Ядрине 29 татар. Сельские татары расселены в основном в Батырском, Ибрисинском, Козловском, Комсомольском, Шемуршинском, Ячинском районах. Но главным образом в Батырском татары здесь составляют 22% населения района, и Комсомольском, соответственно, 26% населения составляют татары. В остальных районах татары живут смешанно по национальному составу населенных пунктах. Но так называемых чисто татарских селений в Чувашии, ну, по моим прикидкам, насчитывается 21 селение, чисто татарские. В Батырском районе татарского населения проживает 12 населенных пунктах. Здесь чисто татарским по национальному составу жителей являются 9 селений, а именно Шигырданы, Татарский Сугут, Долгий остров, Кызылчишма, Кызылкамыш, Татарский Тимяши, Малый Шихарданы, Новые Чепкасы, Полевые Бикшики. В других 3 селениях Именево, Красномайском и райцентре Батырева татары проживают совместно с чувашами, русскими и мордвой. В Комсомольском районе насчитывается всего 19 селений с татарским населением, из которых 6 можно считать чисто татарскими, а именно Урмаева, Такаева, Чичкана, татарские Шуруты, Кайнлык, татарские Ивашкина. Кроме того, еще 13 селений татары живут вместе с чувашами и русскими в Комсомольском, Новом Сундыре, Александровке, Лузском, Новоалександровке, Подчернокиделях, Асанове, Тибердино-Эдкерове, Малокошелеях, Новочелно-Сюрбеево, Альву-Сюрбеево, Ахметово, Полевых Яушах. В Козловском районе насчитывается 6 населенных пунктов, где проживают татары. Причем ни один из них по составу жителей не является чисто татарским. Хотя, собственно, татарскими селениями следует считать деревню Альменево и Ангельдино, про которую мы уже сказали. Жители татарской национальности имеются на станции Тюрлема, деревнях Селиклы и Воробьевка, и в селе Старая Тюрлема. В Шемуршинском районе татары проживают в 6 селениях, и только 2 из них, поселок Баскаки и деревня Асаново, являются чисто татарскими по составу жителей. В остальных 4 селениях Тербалтаева, Бадирякова, Чепкас-Ильметьево и в райцентре Шемурша татары живут совместно с чувашами, мордвой и русскими. В Ячинском районе 2 татарских селения, Ишмурдино-Суринск и Новые Бикшихи. Кроме того, небольшое число татар проживает в райцентре села Ячики. В Бебресинском районе татары проживают в поселке Буиск числом 574 человека, 1/3 жителей этого поселка. Но, судя по топонимическим данным, еще во времена Казанского ханства татары жили и в Присурье, и в бассейне реки Цивиля. По наблюдениям Нестерова, был такой историк у нас, архивист очень известный, из немногих сохранившихся этнических названий постоянно упоминаются термины татар, мишар, мурза, басурман, ну, по-чувашски пазарман, мишари чуваши называют мижер, мурза – это марза. Присутствие географического названия чуваши татарского феодального термина мурза рядом с этонимами мишари татар говорит о следах проживания на ее территории служилых мурз из мишарской группы татар. Это было еще до присоединения Чувашии к России, года Казанского ханства. После взятия Казани Иваном IV они были отсюда перемещены. Вероятно, часть из них, поступив на царскую службу, получила за нее поместье на диком поле за рекой Кубней. Татарское население на бывшем диком поле, это юго-восток современной Чувашии, появилось после присоединения к России. На чувашском языке татарские селения этого края отмечены как мишарские, тугай-мижер, такаева, то есть, мижер-тимеш, татарские тимяши и другие. В XVII веке в южной и юго-восточных частях Чувашии возникли несколько селений мишеряков. Мишари являлись служилыми людьми, многие из них еще в XVI веке были переведены в район Сергача, Курмышский уезд, затем и Балатырский уезд. Оттуда они, как служилые люди, переводились на засечные черты юго-востока и юга Чувашии. Вот так появились мишарские селения
в этой зоне республики. Мишарями были образованы селения Такаева, Урмаева, ныне Комсомольского района, Большие Шихарданы, ныне село бывшее Чкаловское, Малый Шихарданы, Татарский Сугута, Татарский Тимяши, Ишмурзина, Суринск, в Яльчинском районе. Ряд интересных сведений о возникновении мишарских селений на юге Чувашии даны в работе Нестерова. Он, кстати, вот рассказывает и про, как поселялись и даже в районе Кошелей, это ныне Комсомольского района, то есть Комсомольское село, Комсомольское. Его называли татары Киншелеева, потом Чутеева, Турменская. Ну, ряд таких интересных материалов, которые можете подчеркнуть его книга, которая переиздана позапрошлом году, кажется, да? У нас в нашем издательстве. Его же, конечно, Нестера давно нет. Но тем, кто будет заниматься историями своих деревень, селений, можно будет познакомиться с этой книгой с рядом интересных архивных источников, которые он приводит. Но после строительства укрепленной линии в 1650-х годах, это Симбирско-Корсунская укрепленная линия на юге Чувашии, начался процесс заселения всей территории Дикого поля по Кубне и Буле и далее к югу. Селились и крестьяне, переселенцы из северных районов Чувашии, то есть чувашские крестьяне. Но поскольку в ходе обратного освоения пустоши на Диком поле на них первыми пришли служилые люди из татар, здесь образовалась большая татарская прослойка топонимии. Она обрисована по обычным правилам, то есть по местным признакам, ну, например, Арыкла, вариант Ерыкла, Елга, вариант Егла, Кушелга, Камышелга, Куларова и другие. Ну, входящие в них слова означают по-татарски Елга, конечно, сами знаете вы, река, Арык, протока, канава, Камыш, тростник, Кулдар, озеро, Кош, птица и так далее. Следует отметить в виду и тот факт, что ряд татарских селений, бывших Северского и Течурского уездов, были в прошлом чувашскими. И, как сообщают исторические предания и архивные источники, стали татарскими они в связи с принятием их жителями ислама. Но это известная история. Часть чувашей, язычников, принимали ислам и становились этническими татарами. В отличие, кстати говоря, для сведения, может, не все знают, если чуваши принимали православие, они от этого русскими не становились. Оставались чувашами же. Но если чуваш принимал мусульманство, исламская религия, то он становился этническим татарином. Он бил себе в грудь и говорил: я татарин, не чуваш. Ругался, очень гневался. Вот такая история происходила в течение ряда веков в Среднем Поволжье, там, где чуваши и русские, то есть чуваши и татары жили по соседству. Конечно, что не селение, то свои истории, свои легенды, предания о его возникновении, которые действительно получило своеобразное отражение также и многовековое культурное взаимодействие татар с чувашами. Кстати, упомянутое выше село Янгильдино, Кармыш, а также соседняя деревня Альменево, Альмян, Козловского района, являются, пожалуй, наиболее изученными татарскими селениями. Ну, сегодняшнее выступление показывает, что действительно очень глубоко изучается Янгильдино. Село Янгильдино расположено на правом берегу реки Апнерка и левом берегу реки Янгильдино. Она разделяет татарское село и чувашская деревня Семенчина. Альменево располагается на правом берегу реки Сыснал. Кстати, там Янгильдино действительно и сейчас очень дружно живут чуваши-татары. В школу, по-моему, в одну ходят, и один парк там, и кладбище, кажется, совсем рядом у них находится. А? Да, вот. Я там бывал и знаю, вот, там действительно в историческом плане интересное поле для исследований. Вот кое-что из истории Шихардар по-чувашски, Батырского района. Это крупнейшее татарское селение в Чувашии в прошлом входило в Шихарданскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. Село несколько раз меняло свое название. Чкаловское, 1939 год, Чкаловское первое, Чкаловское второе. Основано в конце 1620 года. 20-х годов. Основателем Шихардан были служилые люди из Касимовского ханства. Это установил и подтвердил и известный чувашский историк Василий Ильич Дмитриев тоже в своей работе в свое время. В 1835 году здешние крестьяне, являющиеся до сих пор государственными крестьянами, были перечислены в удел, в результате лишились самых лучших земель. Недовольны этим,
вместе с крестьянами деревень Сугута, Долгоостров, Тарвашигали выступили против властей. Усмирить их прибыл министр юстиции России, генерал-лейтенант Лобанов, Ростовский с воинской командой. Но за сопротивление и ослушание начальству военный суд приговорил многих крестьян к каторжным работам. Тоже своеобразная история, пока не совсем изученная, кстати говоря. Но наличие на территории Чувашии значительных следов татарской топонимии говорит о развитом процессе взаимного обогащения и общения между чувашско-татарским населением и определенное влияние на чувашей языка и культуры татарского народа, не только во времена Казанского ханства, но и в последующий исторический период. Не зря чувашей, которые проживают в Батырском, Шемушинском, Комсомольском районах, Яческом районе, иногда верховые чуваши, то есть другая северная этнографическая группа чувашей, называют мишарами. Мижер, мижер чуваш говорят. Ну, чуваша, чувашак же, поскольку по языку, по акцентам, по рядом другим фонетическим моментам, значит, низовые чуваши, вот, те, которые проживают в этой зоне, и те чуваши, которые расселены за пределами Чувашии, Ульяновской области, Татарстане, Самарской области, Оренбургской области и, естественно, Башкирии, значит, у них язык очень сильно пропитан и заимствованиями из татарского языка, и потом они многие слова выговаривают на татарский манер. Вот. Поэтому, конечно, верховые чуваши в этом плане их серьезно различают от себя, и именно так о них отзываются. Вот. Но вот что интересно, вот в заключение я хотел бы обратить ваше внимание на такой другой момент. Вот в результате консолидационных процессов Средневолжская часть Мишарей уже в конце 19-го, начале 20 веков своим родным языком считала татарский язык. Вот. И согласно переписи, первой советской переписи 1926 года, они себя практически все называли татарами. То есть, ну, исходили по традиционной российской традиции, конечно, когда обозначались национальности, от языка. Язык татарский, знаешь, ну, ты знаешь татарин. Вот. В этом плане интерес представляется и последние данные, последние переписи, то, что вам назвал в начале своего выступления. Всего 3 человека в Чувашии назвали себя мишарами. А мы говорим о тысячах, как бы. Вот. Ну, у меня на этом все. Конечно, очень много можно на эту тему говорить. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Вы говорили про Комсомольск, там Кишель говорили, Давид. Раньше же Кишель Кашален называл, Давид. Раньше же Кашален называл Комсомольский. Село Комсомольское, это, конечно, название советского времени, сами понимаете. До этого Кошелея. Кошелей, на самом деле, там мордва жила даже. Это название мордовское, означает брод. Ну, брод. Ну, такое узкое место реки, Кошелеки, где, значит, перебирались на другой берег и назвали, это мордва назвала Кошелеей. Чуваши переиначили и называют сегодня по-чувашски Комсомольск называют Казал. На самом деле это переиначенное на чувашский манер мордовское название Кошелеи. Казал? Ну, Казал, что интересно, означает то же самое. Козел. Переход через реку. Понимаете? Вот это интересный момент. Такое совпадение получилось определенное. Дело в том, что, понимаете ли, до центра, если возьмем чувашскую карту, южная часть Чувашии, она была заселена в древности древней мордвой, Эрзя. Мордва жила. Северная часть была заселена горными марийцами. То есть древним населением Чувашского края, коренным населением, не чуваши считается на самом деле, с точки зрения истории, а мордовское и марийское население. А чуваши уже как бы пришлая этническая группа. Она пришла с востока, перебиралась, булгары, заселяли эти земли,
и вытесняли частично. Вот от Марийцев осталось только на этом берегу от Горномарийцев, Горномарийский район, город Козьмодемьянск. Морда была тоже оттеснена на юг. Вот. А сегодня сейчас совместно копаем мы вот с марийскими археологами и с мордовскими. Вот, например, в Урнасском районе, в самом центре Чувашии, 3 года назад обнаружили большой могильник, древнемордовский могильник. Древнемордовский могильник, не древнечувашский, а древнемордовский могильник. То есть в центре Чувашии Мордва жила. До центра Чувашии, если с юга будем смотреть на карту республики. Вот поэтому, значит, очень много, конечно, проблем возникает и в связи с изучением этногенетических процессов самих Чувашей на территории республики. Вот. Собственно, чувашских, булгарских древних памятников на территории Чувашии очень мало. А, значит, те, которые есть, те, которые обозначаем, изучаем, это языческие памятники, это очень часто уже позднего времени, языческие чувашские памятники, ну, от силы 16-17 веков. Вот. А так памятники на юге мордовские, даже между нами говоря, значит, сейчас осторожно, конечно, на эту тему говорим, вот Тигашевское городище в Батырском районе, на самом деле даже не столько булгарское, не столько древнечувашское, а сколько мордовское. Очень много захоронений нашли, мордовских захоронений, ну, захоронены по обычаям мордовским, вот, изученным уже. Вот. Поэтому сейчас мы можем говорить только об одном. Я завершу на этом. Это интересно, поскольку чуваш-татарские связи, это тема интересная. Мы сейчас ведь рассуждаем об истории и татарского, и чувашского народов на правобережье Волги, исходя из официальной границы административной, которая была установлена в 20-е годы. Она была установлена искусственно. А до этого и чуваши, и татары жили ведь в одной Казанской губернии. Не было границы, не было Чувашии, не было Татарии, а была Казанская губерния. До этого было Казанское ханство, до этого была Волжская Булгария. Вот. А теперь появились границы и с удмуртами, там, и с марийцами, вот, и с чувашами, как говорится. И очень часто историки бывают, значит, может сознательно, может несознательно иногда, придерживаются вот этих современных границ и говорят, вот на территории Чувашии болгарских памятников нету. Ага. А на территории Татарстана есть, на правобережье. Вот. На правобережье Волги же. Но это территория Татарстана. Значит, Чуваши не булгары. Ну, так я шутку говорю. Ага. На самом деле, конечно, надо отбросить, особенно археологам, вот нынешние, в своем сознании, когда работают над научными трудами, вот эти современные границы. Их нельзя принимать в расчет. Переносить нынешние координаты административные в древние века. Это неправильно и не научно. Вот поэтому появление татар на территории Чувашии, оно было в Казанском ханстве очень сильное, и поэтому многие чувашские деревни современные, они носят татарские имена. И, собственно, Янгильдины тоже сплошь и рядом чуваши Янгильдина, а живут одни чуваши. Вот у меня даже есть вот это вот несколько такой целый список. Мижары, Межеры, Межергасы, Мажары, Нижарова, Большие Татаргасы, Малые Татаргасы. Хотя чувашское название, конечно, и другие есть там. Они вот так, татарские кунаши. Хотя везде чуваши живут. А название такое. Представляете? Вот. Аринин, например, это чуваши сами называют по-чувашски Тиргуля Тударан, Мурзаева, Мурзакасы, Янымова, Чебакова, Мурзакасы, Чебакова, Мурзакова, Мурзывангасы, Басурманы, Басурман по-чувашски, Атлашева, чувашские Татаргасы, Атлашева, вот тут недалеко, Мажарки, по-чувашски Муджар, Тош Мажары, Ян Мурзина, и топонимика тоже. Чувашских же деревнях, вокруг чувашских деревень, типа Мурзавар, это вот овраг, Яшмарза, Шихмарза, Тухмарза, Мижар, Татарлы, Межер-Хирма, Татар-Лабушки, Коняр-Татар-Хирма, Паймурзин, Калмурзин, Мурзак-Хирма,
и так далее, и так далее. Спасибо. Пожалуйста. Немного, очень немного. А? По тем деревням, которые вы перечислили, по-моему, чуваши заселили не татары, а чуваши татары. Я что хотел сказать? То, что вы сказали, что чуваши переходили принять ислам в татары. Может, это последовательности, пожалуйста, может, я неправильно, просто мысль слово. Может, это отношение к тюркоязычному диалекту, языку было, потому что я знаю, что на Северном Кавказе люди, исповедующие ислам, я скажу, азербайджанцы, кумыки, нагайцы, в основном их, когда формировалось какое-то общество боевое соединение или какая-то организация, они их писали татарами. Был татарский дикой дивизии, даже татарский полк, который входил практически большая часть азербайджанцев, но не назывался азербайджанцем, назывался татарский полк. Я потом, когда поинтересовался, почему, мне объяснили, что там были служащие, солдаты именно тюркоязычного населения Северного Кавказа, потому что кабардинский это у нас отдельный язык, у нас отдельный язык, там аварский другой язык, а вот именно тюркоязычные, они старались формировать отношения именно тюркоязычного языка, может, они поэтому осталось, татары себя называли. Ваше замечание совершенно правильное. Нет, ну, скажем так, реплика, тогда пусть помягче будет. Действительно, это с этим связано, мы, конечно, об этом пишем, изучаем, поскольку язык чувашский, он тюркский язык, и татары и чуваши, когда проживают рядом много-много лет в соседних деревнях, друг друга знают, языки знают, и чуваши, и татары языки друг друга. И, конечно, они, в отличие, от русских, татары воспринимались чувашами как народ близкий, уже по языку. Вот, очень много общего было. Вот. Ну, чувствовалось, видимо, в подкорках сознания общее какое-то происхождение, какие-то общие корни, истоки. Вот. Поэтому, конечно, в этот момент он играл свою роль, и чуваши легко переходили в, татары. Писали... Да. Литература пишет так, что вот такое выражение «ушли в татары». Вот понятие. Вот такая-то часть чувашей или какая-то деревня чувашская ушла в татары. Вот понятие. Я сам родом из Башкирии, родился и вырос там, в Биржбулярском районе, рядом с городом Белебей. И вот там соседнее село Базлык. И вот в 1905 году оттуда, в 1906 году, оттуда часть чувашей выселилась в соседнюю деревню, по соседству организовали свою деревню. Это чуваши, которые приняли ислам. Они не могли уже вместе жить, и до сих пор эта отдельная деревня существует, Муслимовка, и, фамилии татарские, татароподобные, но сами же чуваши говорят и по-чувашски, и по-татарски. И известный был в свое время Тагиров, он был в башкирском обкоме партии, работал секретарем по идеологии. Он писатель еще к тому же, не просто работник партийный большой. Вот он очень хорошо дружил с известным чувашским народным поэтом Яковом Мухсаем, тоже родом из Башкирии. Вот сюда приезжал на его юбилеи, в театрах выступал тут. И выходит, выступает, объявляет, выступает, с приветствием, наш гость дорогой из Уфы, секретарь обкома партии, Тагиров и так далее. Там, представляете его? Он выходит и на чистом чувашском языке озвучит приветствие. Вот. Народ падает, кто не знает. И потом некоторые товарищи, очень национально такие ориентированные, вот, бывало, подходили и ко мне тоже. Вот, Виталий Петрович, вот что за народ.
Татары прекрасно по-чувашски знают, башкиры знают по-чувашски, какие люди знают. А мы, если к ним поедем, можем там по-башкирски вот так на чистейшем что-то сказать? Не можем. Учиться надо этому и так далее. Но они не знают, что он, собственно говоря, по крови-то чуваш, просто привели родители мусульманства в свое время, и он... Вот таких случаев очень много. Мы в экспедициях, когда проводили в 80-е годы экспедиции в Башкирии и Оренбургской области, в Татарстане, с этим сталкивались. Спасибо за внимание. Наверное, другим тоже выступать надо. В 19 веке татарами называли многие народы на Кавказе. Ну, да. То есть не было отдельно азербайджанцев, были татары. А чуваши тоже называли черемисскими татарами. То есть как бы марийцы, но татары. Давайте... Хайдар Абдуллович. Да. Да. Давайте передадим слово Ивану Ивановичу как раз-таки о межнациональных отношениях. Тема доклада. Вам слово. Вчера, напомню, было заседание Совета по межконфессиональным отношениям, и министр культуры докладывала и говорила, что по данным российским, чуваши находятся среди лидеров по таким добрососедским межнациональным отношениям. Там свое измерение мы тоже измеряем, да? И даже она в пятерку, да, в прошлом году, по-моему, мы на первом месте оказались, чуваши. Это на самом деле так. И мы, вот пока были вчера диаграммы, там, и этот год 80,5%, это вот мы проводили обследование, и эту цифру вывели, чуть поменьше, чем уровень. Но это на самом деле так, ошибки измерения, это можно сказать, ничего страшного. Но это хорошо, и это очень правильно, это здорово. Но в то же время я бы сейчас просто хотел конспектом тезисно на несколько проблем, которые существуют, в том числе и в межнациональных отношениях. Они, может быть, не проявляются активно, но тем не менее они есть. Вот мы задаем вопрос такой: испытывали вы такое неприязное отношение к людям других национальностей? И где-то 13-14% населения отвечает положительно на этот вопрос. Это не означает, что у нас вот 30% таких агрессивных открыто. Что-то в людях есть, по-разному. Они это воспринимают друг друга, и в них есть. Но в том-то, я думаю, и одна из задач, в том числе и наших автономий, чтобы вот не дать таким вещам каким-то образом разрастись и захватить больше, а, в общем-то, держать руку на пульсе и успокаивать вот такие настроения. Еще одно отношение, вот сейчас Султан Саманович меня критиковать будет, я скажу о мигрантах. Очень у нас негативно, ну как, не очень, я бы так сказал. 45% населения считает, что в Чувашии мигранты не нужны. И одна из причин, 45%, когда мы говорим 88-90%, мы говорим, что у нас такие положительные отношения межэтнические,
А в то же время вот значительная доля населения не воспринимает мигрантов. Разные установки, разные есть стереотипы. Причем у нас мигранты, трудовые мигранты зарубежные, у нас занимают минимальное место, ячейку в нише среди людей, занятых трудовых ресурсов, скажем так. Меньше, чем полпроцента. Но есть вот стереотипы, они занимают наши места. Такого просто быть не может. Арифметика не позволяет, так сказать, вот такие подсчеты вести. Но все это происходит на фоне того, что у нас есть республики. Чувашия находится на 4-м месте среди всех регионов страны по доле лиц трудоспособного возраста, занятых на работах в других регионах. Ну, первое место Московская область и второе место Ленинградская область. Там понятно. Ленинградская область, Санкт-Петербург, Московская область, Москву, там мы с ними никогда не сравняемся и едут. Третье место, господи, Северо-Кавказ. Господи, республика. Вот выскочила из головы. Плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь. Вот. Мы на 4-м месте. Вот порядка, это по данным Чувашстата, они проводят обследования такие региональные, где-то порядка 80 тысяч человек выезжает трудоспособного возраста. Рабочие места можно найти в Чувашии, но людей не устраивает уровень заработной платы. И поэтому люди выезжают в другие регионы. Москва, Московская область, севера и так далее. И вот здесь, и на фоне вот этого, значит, мы вынуждены ехать за тем, чтобы заработать, а вот они приедут, так сказать, и будут занимать наши рабочие места. Хотя вот эти вот стереотипы, эти установки негативные ни на чем не основаны. Потому что есть небольшая ниша, которую люди приезжие занимают, и, в общем-то, она не очень большая. Вчера как раз говорили, всего у нас 6 тысяч иностранных рабочих, из них 3 тысячи – это студенты, 3 тысячи, ну, более взрослые, но не все работают. Еще там и дети, и так далее. То есть не все заняты. Мебель не ломайте. Вот. И вопрос в другом, такой несколько провокационный вопрос мы иногда задаем во время обследований, да? Неправильный вопрос. Он не то, что неправильный, он противоречит Конституции. Надо ли в Чувашии как бы не пускать каким-то образом людей из закавказских государств и северокавказских, и пишем в вопросе, российских северокавказских республик, и перечисляем, в том числе, так сказать, не только мусульманские, но и христианские. После замечания. Справедливого. Вот. И вот тоже где-то 36-35% населения говорят, что и их не пускать. То есть это противоречит Конституции. То есть Чувашия не может не пускать кого-то, кто приезжает в ее человек из Чечни, из Кабардино-Балкарии, он может работать от Владивостока до Калининграда, ну, за исключением закрытых городов там и так далее, куда и нас, так сказать, не пустят. Вот. Но, тем не менее, такая проблема есть. То есть вот это неприятие. И вот когда мы совсем недавно, Владимир Владимирович Путин 31 марта, по-моему, на онлайн совещании комиссии по межнациональным отношениям тоже говорил очень много о российском народе, о российской нации. Это вот хочу как бы выступить вот за этот термин и за это понятие, и это не означает, что это замена. Вот часто говорят, что российский народ – это то, что вместо чувашей, вместо татар, вместо русских и так далее. Совсем нет. Мы же каждый на себя можем, так сказать, вот мы говорим, у нас много идентичностей. Мы там мужчины, мы женщины, мы поем, мы, значит, работаем, инженеры и так далее, мы, значит, чуваши, мы русские, мы татары и так далее. Мы болеем за Спартака, а мы любим рыбачить. Очень много идентичностей, и они в каждом из нас, они не противоречат друг другу, они мирно уживаются. И почему нам не сказать, что мы и россияне, мы и чуваши, и татары, и русские? Почему так нельзя? И мы можем не испытывать никакого дискомфорта. Но, тем не менее, вот такое пренебрежение есть, но, по крайней мере, с политической точки зрения на это очень внимание большое уделяется, и я думаю, что это... Хочу вот повернуть вот к нашим мигрантам опять. Да, вот мы говорим, людей из Кавказа мы не хотим пускать в
Чувашию. А где же российский народ тогда? Вот если мы не проникаемся этим, да, что мы российский народ, и люди со всех республик, с российских республик, и в том числе и Северного Кавказа, они тоже россияне, у них точно такие же права. И еще вот СМИ, конечно, не знаю, мы мало об этом пишем, мало говорим, да, но это люди, которые приезжают, которые здесь работают, они вкладываются, они зарабатывают, их вот есть вклад в национальный продукт, бюджет, то есть они имеют такое же право, так сказать, на все блага и на все, которые есть у каждого из нас. Мы все в этом смысле одинаковы. Еще хочу вот с одной проблемой, с которой мы сталкиваемся. Во время, не знаю, для вас она новая, не новая, вот мы несколько лет наблюдаем вот что. Это реальность, это не придуманное, да, люди, но не в татарских селах, их очень меньше. Люди на вопрос «Ваша национальность» иногда отвечают «Я и русский, я и чуваш». Ваш родной язык и русский, и чувашский. Вот во время, значит, опросов наших мы где-то получаем, вот в этом году 8%. Раньше было 5-6%, вот двойная идентичность. Я и русский, я и чуваш. У татар бывает, но очень редко. Я и русский, я и татарин. В городах молодые люди, так сказать, так называют. А язык родной порядка 15-20%. Родной язык русский, родной язык чувашский. Ну, чаще, тут простая арифметика. 67% чувашей, там 26% русских, получается 90 с лишним. Так оно и есть, вот такие цифры получаются. Во время переписи такого не будет. Такого числа 6-7. Я вот говорил, у меня там такое соглашение с 8 переписчиками. Они рассказывают о своих впечатлениях. Вот. Ну, во-первых, люди как-то настроены, знаете, отрицательной энергией, что ли. Вот из-за этой пандемии не воспринимают... Вот раньше перепись, ну, нормальная перепись, мы все граждане. У нас есть не только права, но и обязанности. Государство просит, давайте перепишемся. Нет. Доходит до рукоприкладства. Спускается с лестницы девчонок, которые пришли, студентка, рассказывала, как там убежала на 9-й этаж, позвонила в полицию, пришла в квартиру, позвонила, ее спускают с лестницы. Ну, что такое происходит? Не знаю. Вот, и зачем, вот говорят, тут пандемия, а вы тут ходите переписывать, зачем такие вопросы задаете? Хотя вот ситуация с межэтническими отношениями, тем не менее, я опять вернусь, закругляюсь, она в целом, это все не выходит наружу, да, и дай Бог, чтобы это все было латентно, но не напряженно, что все это потом, так сказать, постепенно сходило на нет, и тогда, я думаю, все задачи, в том числе всех наших национальных объединений, они будут с достоинностью выполнены. Спасибо за внимание. Вам спасибо. Большое спасибо за доклад. В свою очередь, наверное, вкратце так добавлю о своем видении. У русских есть такая пословица: святое место пусто не бывает. Нет, правильно. Все мы хотим лучшей жизни, и, соответственно, что население, трудоспособное население Чувашской республики, будь то татары, мордва, русские, тут уже независимо от этого, едем за большим, за длинным рублем, что в Москву, что в Казань, в разных направлениях. Соответственно, те обязанности, которые мы должны на местах сделать, у нас вакансия свободная. Из-за неимения мест, тут даже не так, наверное, не в этом ключе надо рассматривать. То есть люди всегда стремятся куда получше. От хорошей жизни никто не убегает. Соответственно, если в Чувашии для данного контингента место получше, чем они проживают этнически в своих местах, соответственно, мы наоборот должны, наверное, принимать данное население. Но в любом случае население, будь то приезжее, будь то местное, будет ассимиляция в той или иной форме. И вот на сегодняшний день проблема в Европе идет. Там ассимиляция не получилась. Те беженцы, условно беженцы с Ирака, с Ирана, которые приехали, они также остались. Они не стали ни французами, ни немцами.
В нашем случае чуть-чуть по-другому идет, и, соответственно, мы, наверное, уважение, издание уважения к тому субъекту, тем регионам, куда приезжаем, мы, наверное, все-таки, вот данная даже площадка показывает, как мы уважительно и добрососедски относимся друг к другу. Поэтому вопрос мигрантов — это, наверное, конечно, чуть-чуть более шире вопрос, не в рамках нашей компетенции, но, тем не менее, мы от этого не должны, наверное, отказываться и все-таки относиться к этому уже, получается, в более лояльном ключе. Вот. Нет, все, я согласен, да, но дело в том, что когда человек не может найти хорошую работу, хорошо оплачиваемую, да, надо, для многих важно найти виноватого. Кто в этом виноват, так сказать. А вот приехали они, хотя они до его работы, до его зарплаты никаким краем не относятся, но тем не менее, так же проще. Вот он приехал, он занял мое место. Я бы тоже мог там работать. Хотя неизвестно, мог бы или не смог. У нас даже в колхоз, просто скажу, как бы, да, вот в колхозах, это я не скажу, это что в старом варианте, по зарплате там 30 тысяч, в среднем зарплата 30 тысяч, не получается найти ни тракториста, ни скотника, ни доярку. То есть вот ответ просто. Так, передаем. Спасибо всем выступившим. Мы рассмотрели, как бы, получается, вопрос у нас по Чувашии. Давайте послушаем соседей. Вам, Элизабет, сізге? Көрше білен уже сөйлештік. Мариэл, которые раньше татар заселились в Чувашии. Вот как раз таки сейчас послушаем, как они нас. Я включил, да? У меня и презентация есть, как бы. Я вообще в Республике Мариэл довольно-таки, так же, как и в Чувашии, обстановка с межэтническим, межнациональным отношением довольно-таки хорошая. Оно тоже по статистике, вот этот мы также заслушивали на комиссии при главе республики. На поверхности все хорошо, все хорошо. Но этому способствует еще то, что в татарском центре в Республике Мариэл созданы 3 национальных центра. Каждый работает в своем направлении. Это Марийский центр, Русский центр, Центр татарской культуры. И мы государственное учреждение, мы подведомственное Министерству культуры. Поэтому у нас штатная численность есть, и в меру сил каждый свою работу проводит. Ну, я скажу еще то, что здание у нас только есть у татарского центра, но это благодаря нашим бывшим, так скажем, нашим соотечественникам, которые стояли у руля, каким-то образом могли воздействовать на это. И вот по ходу вы можете и презентацию как бы посматривать. Вот Республиканский центр татарской культуры, учреждение с 25-летней историей и богатым духовным наследием, он был создан в июне 1997 года по инициативе татарской общественности и решением правительства Республики Мариэл. Вся наша деятельность направлена на сохранение и развитие самобытной культуры, традиций, родного языка, изучение истории, быта народов, возрождение фольклора, создание коллективов народного творчества. В 2012 году Центр преобразован был в государственное автономное учреждение культуры. Этот статус возложил на плечи сотрудников новые задачи, то есть нужно было зарабатывать. В современных условиях Центр сохранил свое предназначение, традиции. Мы стараемся сделать работу Центра живым, интересным, нужным. Вот коллеги могут подтвердить. Созданы практически все необходимые условия для плодотворной творческой работы коллективов. Проведена огромная кропотливая работа по ремонту нашего здания, но впереди еще очень такая важная задача по капитальному ремонту фасада и реконструкции кровли. Это как бы вот такое здание, ведь говорим, с одеждой встречаем человека, по уму провожаем, поэтому вот это пока у нас есть немножко негатив. Ну, уповаю, конечно, на нашего министра Иванова Константина Анатольевича. С момента окончания внутреннего ремонта у нас все мероприятия проходят в нашем зрительном зале, на 300 мест зал, хорошо оборудован. Значит, проходят концерты, классической, народной музыки, авторской песни, фестивали, мы их очень много проводим, юбилейные мероприятия, научно-практические конференции, семинары, мастер-классы.
Значит, у нас создано общество краеведов, татарских краеведов Республики Марий-Эл и создано историческое общество историков-краеведов при Центре татарской культуры. Мы вот также конференции проводим, приглашаем профессоров как с Республики Марий-Эл, так и с Республики Татарстан. И конференции значимые получаются. По итогам, конечно, стараемся выпустить и сборники. Сегодня в центре работает более 20 кружков и спортивных секций. Вот наши достижения. Вокальная студия «Сандугаш» в 2013 году завоевала звание народного самодеятельного коллектива. Ансамбль танца «Болгар» в 2014 завоевал образцового самодеятельного коллектива. Фольклорный коллектив «Райхан» в 2019 завоевал звание народного коллектива. Ну, изюминкой нашего центра является ансамбль татарских гусляров «Хазиня», руководимый заслуженным работником культуры Республики Марий-Эл и Республики Татарстан Максумьянов Гарай Гадахманович. Сегодня в составе 12 человек. И главное, надо отметить, что гусли мы делаем сами, то есть Гарай Гадахманович их делает. То есть, если вот мы были в прошлом году на конференции в Чебоксарах здесь, то с созданием коллективов, созданием инструментов большая проблема, то мы в республике сумели вот за счет этого энтузиаста как бы и не только сохранить, но возродить. И даже эти гусли мы сейчас продаем, татарские гусли, делаем и марийские гусли. Обращались нам в прошлом году и чуваши, но пока мы до этого не дошли. Наш стратегический партнер — это, конечно, общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар», где я являюсь первым заместителем председателя совета. В последние годы она заметно активизировала свою деятельность, заявив о себе совместным участием с Центром татарской культуры в крупных межрегиональных республиканских сабантуях. На сегодняшний день, вот, в эти годы мы очень красочно и с успехом проводим республиканские сабантуи. Но, правда, 2 года вот буксуем из-за пандемии. Налажена определенная связь с республиканским духовным управлением мусульман Республики Марий-Эл. Более 10 лет подряд проводим совместные мероприятия, как Субантуй для детей, праздники Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, Маулид. Духовный лидер мусульман Республики Марий-Эл Фанус Хазрат Салимгарев частый гость на наших мероприятиях. Также Центр наладил крепкие деловые связи с Министерством культуры Республики Татарстан, с исполкомом Всемирного конгресса татар, Федеральной национально-культурной автономии татар, с молодежной организацией «Дель» и Домом дружбы Республики Татарстан. Мы не просто проговорим, мы действительно с ней работаем, и мы от этого получаем удовольствие и помощь. Участвуем в грантах Министерства культуры Татарстан, совместно проводя мероприятия, поэтому с ними, с Татарстаном, надо дружить. В 2012 году от имени президента Республики Татарстан мы получили ценный подарок — микроавтобус Ford Transit. Первым тогда у нас из тех центров у нас автомобиль появился, у нас стало больше возможностей выезжать. Правда, сейчас нам тесно. Теперь хотим попросить большой автобус, как у региональной автономии Чувашии. Ну, через общественную организацию «Аркант» участвуем в разыгранных грантах, представляем Министерством культуры Республики Татарстан, Министерством социальной защиты и труда Республики Марий-Эл. Благодаря таким грантам мы сумели приобрести гармонии, музыкальные инструменты, пошить национально-татарские костюмы, вот вы их видели, приобрести сапожки, танцевальную обувь для наших творческих коллективов. Поверьте, у нас много еще нерешенных проблем, но, как говорится, дорогу осилит идущие. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, все в наших руках, в нашем желании и упорстве. Надо просто работать и делать свое дело на совесть, ведь сохраняя традиции, обычаи, мы сохраняем нацию. Как призывал нас Фарид Габдулович, харакетта булага киряк, нужно быть в движении. Давайте вот это мы послушаем, а потом вторую часть я как бы своего доклада. Это наша гордость, традиция. Да. На фестивале Урмай-Лида они завоевали гран-при. Это наш зал, это у нас снято. Вот, Гарай Гадахманович с внучкой, слева внучка, справа супруга. Чуть подоль невестка, нет, дочь и зять.
На окончании сделайте, на второй части. Вот примерно так. Можно сказать, что похвалился. Уважаемые участники конференции, обсуждаем сегодня тему этнокультурная идентичность этносов татар, живущих в регионах России. Полагаю, что речь должна идти не только о мерах, которые необходимо предпринимать для сохранения этноса, но и о роли каждого из нас в решении вопросов, направленных на обеспечение положительной динамики и сохранения, приумножения составляющих элементов этноса, таких как обычаи, культура, язык. Для более четкого определения, какой вклад каждый из нас может внести, должен вносить в решение проблем, касающихся сохранения этноса, наверное, прежде всего необходимо оценить, что мы имеем. Вообще, анализируя хронологию событий, касающихся культурной жизни татар, проживающих в республике, я могу с уверенностью сказать, что сделал достаточно много. У нас много татарских коллективов, мы проводим мероприятия различные. И это, конечно, прежде всего результат сплоченной работы творческих коллективов центра, инициативы и деятельности участия многих руководителей различных организаций республики. Итак, результаты есть. Почему же они нас порой не удовлетворяют? Формулируя причину, не буду изобретать велосипед, просто процитирую некоторые выдержки уважаемого господина Исхакова Дамира Мавликевича, доктора исторических наук, руководителя Центра этнологического мониторинга. Ключевой проблемой на пути дальнейшей трансформации нашего татарского мусульманского сообщества остается качество происходящих изменений, в том числе отсутствие надежной экономической базы функционирования мусульманских махалля, приходов, их образовательных организационных структур, объяснимое в первую очередь бедностью большинства народа. И это важно. Нарастающая языковая и культурная ассимиляция татар в преобладающей русскоязычной городской среде при быстром снижении доли живущих в этнической однородной сельской местности, о чем уже предыдущие ораторы говорили. Согласитесь, перечисленные причины характерны для татар, проживающих почти во всех субъектах России. Считаю, что в данной ситуации мы не должны ограничиться участием в общественных сферах. Среди нас есть представители бизнеса, есть люди, находящиеся на государственной службе. Убежден, мы можем и должны использовать свой потенциал, в том числе и на решение обсуждаемых сегодня вопросов. Что я имею в виду? Результаты деятельности, живого участия уважаемых людей является огромным подспорьем в решении вопросов, рассматриваемых на сегодняшней конференции. Как раз старания этих людей, такой праздник, как Республиканский Сабантуй и множество других мероприятий, напрямую связанных с жизнью татар, успешно реализуются в республике. Именно благодаря образу мышления, умению отстаивать гражданскую нравственную позицию и в конечном счете тем результатам, которые достигли и достигают эти люди, мы находим взаимопонимание и со стороны правительства республики. Надо оговориться, конечно, что с приходом нового главы у нас немножко сейчас тормозится это дело. Глава пришел со стороны, и тут вопрос теперь очень острый для нас. Вывод один: чем больше количество наших сограждан окажется в числе людей, оказывающих существенное положительное влияние на развитие экономики республики, тем плодотворнее мы сможем решать вопросы, касающиеся нашей самобытности, обычаев, языка и культуры. Поясняю, что у нас есть попечительские советы, куда входят обязательно директора предприятий, депутаты. Вот когда вот такое сообщество есть, тогда продвигать свои идеи гораздо легче, проще. Когда в ранге министра экономики, министра финансов сидит татарин, то есть мы уже, открывая дверь, можно сказать, не пинком хотя бы, но знаем, что вопрос решится. Насколько, неизвестно, но решится. Вот к чему я клоню. В качестве возражения могут сказать, что характер событий предопределяет не властные структуры или богатые люди. Но мы-то с вами знаем, как много зависит от людей активных, поэтому что в них живет жажда преобразований. А когда усилия энтузиаста поддерживаются другими, тогда в коллективном сознании происходит революция. Ну, в связи с этим я еще раз хочу подчеркнуть, мы должны прилагать максимум усилий по вовлечению наших соплеменников в круг людей, занимающих активную позицию и значимое место в развитии экономики республики. Может быть, где-то и с помощью наших татарстанских коллег.
Еще один штрих, который касается нас с вами, уважаемые участники конференции. О нас, татарах, часто говорят как о сплоченной, дружной нации, и это очень приятно. Но иногда возникает такая ситуация среди нас, когда такое определение кажется авансом. Мне кажется, это недопустимое явление. Вспомню строки, написанные великим татарским поэтом Гадолы Тукаем. Шайтан аздырган имеш, юлдан яздырган имеш. Кире татар ин элек важданын белән килеш. Рахмет. Спасибо большое. Чуть-чуть. Мариэл, я был у них в гостях, целый дом, большой двухэтажный дом для татар выделили. 1300 квадратов. У нас такого нет. 1300 квадратов. Со Да, у вас там 25 или 30 эти. Да, имеют вакансии там, работают. У нас в штате 19. 19, в Ульяновске, наверное. Вот они очень богатые и работают очень сильно. Там у них и спортзалы есть, и зал больше, чем в Урмаево. У нас на 300 мест. Ну, государство грех жаловаться. Что этот руководитель другой. Не, но будучи в гостях в Татарстане, уже хочется жить по-татарстански. Я 3 года отвоевывал себе комнату, которая 50 квадратов, 48 квадратов, а вы говорите. Да. Вот. Ну, наверное, вы все вы знаете, известная такая татарская пословица, поговорка. Надо просить много, мало не дадут. Вот. Ну, тут мы все ваши постоянно в этом отношении ссылаемся на татарской традиции. Вот. Вы, конечно, просили 4-этажный дом, наверное, но дали двухэтажный. Да, с мансардой. С мансардой. Вам самим достаточно было двухэтажного. Ну, просили 4. Для конференц-залов еще мы просили. Спасибо. Ирек, Салман Султанович хочет. Не хотели? Приветственное слово. Да.
Колонна. Если он чувашин, мы ему дадим 10 лет. Но если он чеченец, мы ему дадим 15 должны давать. Если он башкир, мы ему должны 25 дать. Нет такого. Логично же? А мы объявляем это, утрируем. Это система, которая у нас зародилась с тех пор, когда люди, в том числе и татары, я не боюсь и скажу это, как было. Стеснялись называть себя татарами. С тех времен, что советские времена стеснялись себя татарами называть. Было такое, и оно и есть. Потому что со мной служил парень, он себя называл Сахарином в советское время, но у него его всегда представляли как русский. Русский, как я татарин говорит. Он говорил, он русский, но он был татарином. Если он говорит, я русский, он татарин, не знаю, все, фамилию не следим. Второй момент. Также проявляется слабая работа высших учебных регионов. Элементарно, момент, который случился буквально недавно на мониторе. Я участвовал в этом процессе, в этом ситуации участвовал. Поймали парня таджика, я называю поймали. И решили на все высшее учебное заведение делать показуху. Я называю по-другому. У него нашли насвай. Насвай – это страх Средней Азии, запрещенный момент. Логично. Там его не запрещают, теперь Казахстан начинает а проститься только административно наказуемо это. И решили показать это. Так, если эти студенты приехали, если молодежь говорила сюда, работали, то надо с ними провести заведения мероприятия ежегодно, проводить мероприятия, обозначающие законодательные федерации. Вот эти препараты считаются содержащими, вот эти психотропы. Их нельзя, потому что в Москве Российской Федерации наказание употребление насвая, примерно, организация употребления. А этого не было. Парень мне говорит, что Масултанович, я не знал, что здесь запрещено употребление насвая. Нам об этом никто не говорил. Ну да, он ему должны об этом сказать, ну, видать, упустили момент. Провели какие-то семинары, какие-то лекции, какие-то мероприятия, встречи с молодежью, приезжей молодежью, запрещающие, включающие каких-то небольшим таким законодательным каким-то моментом, которые могут дальнейшее испортить дальнейшую и учебу, и какие-то продвижения по службе. Все эти моменты надо учитывать, и они были бы, так сказать, открытыми, эти люди, в том числе и мои земляки. Я не представляю, потому что этот момент очень сильный больной момент. Чувашии, он именно Чувашии, он представитель Национальной республики Чувашии, Мариэл, потому что я Мариэл тоже бываю, там не встречаюсь с людьми. И вот они прослеживают. И самое интересное, то, что я просто теперь не для записи, нашли в Мордовии в колонии Пустина, как его, насвай. Я присутствую там, я говорю, да это насвай, идите, вы что там? Нашли у студента насвай, давайте его накажем. Ну, и да, он сидит уже, у него насвай пустая, примерно такой. Но только студент накажем, чтобы он туда же пошел, посыл, а потом ему пустили насвай. Но я образно говорю, это к этому, значит, эти моменты прослеживаются, они есть, их надо искоренять. Не один днем, система работы должна потихоньку внедряться какими-то новыми. Вы сейчас сказали, кто-то здесь, не помню, сказал, что мы наверху принимаем другие решения. Кстати, вот это решение о выделении северокавказских регионов на мусульманские, не мусульманские, это прошло вообще ушли. Сейчас сказали, что сейчас включили. Если эти не мусульманские регионы, как раньше не исключительные были. Правильно список? Недоброжелательно. Нежелательно. Я прошу прощения, вас По отдельности. две минутки ответить. Нет, чуть-чуть. Если регламент. Для вот, буквально пару слов. Пару слов, да. Понимаете, вот мы заметили во время опросов, да, вот у населения, у чувашей, у татар, у кого-то, да, есть два уровня отношения к старожилическому населению
Татары, чуваши, марийцы, мордва, так сказать, с кем вместе там столетия живут, да? И люди приезжие. Вот разные уровни. И еще насчет 45%. Социологами давно замечено, чем меньше контактов вот, с людьми, которые приехали, тем больше опасений. Потому что есть стереотипы, есть а вот приедут, чем больше контактов, эти вот негативные отношения не стираются. А у нас контактов мало, потому что у нас мало людей. А вот эти опасения остаются. Спасибо, это уже надо... Можно я еще добавлю? Из опыта, наверное, работы в Мариэл. Федеральная национальная культурная автономия марийцы России. Они грант взяли и, значит, вот, мероприятие такое создали, значит, уроки дружбы. Каждая национальность, национальная община делает презентацию своей культуры, истории. Это в неделю раз, как бы вот в течение 2 месяцев и мы проводили, и азербайджанцы проводили, армяне, кто у нас еще был, украинцы. И, вы знаете, и студенты приходят, мы их всех приглашаем. И это очень интересно. Вот такие моменты, где как раз познают и рассказывают о себе, о своих поэтах. Вообще интереснейшее мероприятие, вот эти уроки дружбы. И оно еще и освещается СМИ, телевидением, это на всех показывается. И я еще извиняюсь, потому что у меня была еще одна презентация, потому что мне надо будет уйти. Можно включить? Я думаю, это будет сегодня в тему. Так как для нас вот, Фарид Абдулович это друг, соратник, а для меня как брат, который назвал меня братом, который мне вот такую папаху вручил. Давайте посмотрим.
Таких людей делают редко. Это штучный материал, так говорят. Рахмат Ильгизовой. Ну, буквально тут пару слов сейчас. Последнее, но не последнее по значению. Гузель апа, сізге сөз. Я хормейстер Народного ансамбля татарской песни «Ялкын», художественный руководитель, ну и руководитель. Я в коллективе занимаюсь с 2014 года. Город Чебоксары, ДК Хузангая. Базируемся мы. В коллективе у нас занимается старший состав, есть спутник коллектив, есть инклюзивный спутник коллектив. Он у меня старший занимается, есть нормотипичные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья. Очень вербальные, невербальные аутисты, да у меня 12 детей таких. Они очень хорошие, социализированные. Коллектив в течение этого года стал 6 раз обладателем Гран-при. Мы участники международного конкурса «Алтын Майдан», Республика Крым. Лауреаты первой степени город Самара, Мирас, этномириада, город Казань. И много-много можно все это называть, потому что Кировская область, Нижегородская область, Республика Мариэл, татарским центром мы очень долго дружим. У меня кураисты были, с пандемией они пропали. Есть ансамбль лашкарей, которые ограниченные возможностями здоровья. Они у нас обладатели гран-при. С этой пандемией, в принципе, сейчас очень тяжело удержать детей и собирать новый состав. А вот с Марицей мы дружим очень-очень долго. И старший состав у нас в фольклоре, сама оттуда и гран-при привозили, и Чулпан, вот этот детский, юношеский конкурс Чулпан, мы оттуда тоже привозим постоянно подарки, им очень, нам просто везет, они много-много подарков дают, и чайники, и бокалы, дети всегда любят. О, поехали, Ишкарал, конкурс Чулпан для нас святое. И, ну, много не буду говорить. Коллектив у нас существует, он действующий. В коллективе, я же говорю, старший состав. Сейчас еще спутники нормотипичные, хоть и сложно, потому что у нас в ДК Хузанга идет ремонт. Он вроде сейчас заканчивается, заезжаем. Просто места не было заниматься. И тем более содержать и удержать народный ансамбль татарской песни «Ялкын» в городе, это очень сложно. Но у меня вот чувашские женщины поют на татарском языке. Дети ДЦП у меня поют на татарском языке. Но мы везде принимаем участие в городе. И в Урмаево, Урмай-Зелида, 21 год. Девочка у нас стала обладателем гран-при Ева Аркадьева. Она у нас поступила в лицей имени Ломоносова, город Москва. Крым, 21 год. Я привезла гран-при с Республики Крым. Так что мы очень хорошо работаем. У меня образование высшее, педагогические. Регулярно повышаю квалификацию. Казанский институт культуры. Республика Крым, везде повышаю квалификацию. У меня есть доступ к детям особенным. Это я единственный специалист на всю республику, наверное, который работает, преподает вокал с этими тяжелыми детьми. Спасибо нашему вот другу, он нас всегда поддерживает. Я, конечно, никогда ничего не прошу, мне, в принципе, ничего не надо, но мы хотим много-много чего, но мы стараемся своими силами. Так что благодаря вот то, что я имею звание народное, это вот спасибо Хайдору. Он очень нам помогает, хоть просто морально поговорить, но хочется развивать культуру, потому что мы всегда, как-то нам очень сложно. Республика, как говорится, нас. Вот Марица, они по-другому, они, как к ним едешь, как к себе домой. У них 5 человек бегают, и все что-то делают, и ведущие, там туда, Рамай, там все они что-то делают, один на гостях, он не поет, он играет. Вот что-то такого у нас нет. Потому что народный ансамбль татарской песни «Ялкын» – это республика Чувашия. Мы везде себя рекламируем как республику. Мы же от республики едем. Но про это никто не об этом. Ну, просто нас про это умалчивает. Хочется, чтобы нас поддерживали.
Тем более мы городские, в городе очень сложно. Ну, спасибо, что у нас есть помещение, я не жалуюсь. Ну, хочется сказать спасибо. Я много не буду говорить, но хочется пожелать много-много грантов, как вот марийцы делают. Хочется, чтобы они тоже писали гранты, много-много, и костюмы, и аппаратура, и инструменты хочется. Потому что вся аппаратура это у меня в кабинете, это вся моя личная. Фортепиано, баяны, кура, это лично все мое. Все костюмы лично сшиты на мои деньги, сшиты. Весь коллектив я сама могу, ну, содержу. Вот все мое богатство. Спасибо большое. Да, вам спасибо, Гузельша Гуровна, за такой большой вклад. Мы уже сейчас этот момент уже обсуждали. Получается, у нас Ильгиз Абай равняется на Татарстан. Мы равняемся пока, получается, на Марий Эл, наверное, по цепочке. Алла берсе, сыйыр сырап, кәзә берсе, Алла берсе булыр. Хайдар Абай, давайте вам. У вас фишка Урмай, Залида Урмаева. Пожалуйста, не растеряйте, не потеряйте. Их надо поддерживать. Сейчас нелегкое время, но их надо поддерживать, тянуть за собой, идти на компромиссы. Рахмат. Давайте последнее слово, как сказать, завершающее, округляющее слово. По Гузель я хотел вот сказать, это уникальную работу она выполняет. Вот дети с ограниченными возможностями, аутисты. Мне этот директор рассказывает: Хайдар, говорит, ты, говорит, не знаешь, как Гузель занимается. Я говорю, как? Она, говорит, вся искусственная. Ее, говорит, аутисты, вот эти дети кусают, говорит, не могут сказать. Они же вот плохо говорят, но вот этот человек заставляет их петь. Не петь, не только петь, а петь по-татарски. Вот я же говорю, вот это наш уникальный опыт, она вот очень хорошо работает. Тем более вот сейчас у нас еще создается еще один ансамбль, тогда у нас будет более-менее. От себя вот по Ялкану хочу сказать, национальную культурную автономию татар города Чебоксар мне заставили создать они. Ялкын, чтобы им помочь с ними. Есть национальная культурная автономия татар города Чебоксар, есть национальная культурная автономия татар Чувашской республики. Давайте вернемся к нашему научно-практической конференции. Кто сделал доклады, я от вас жду материалы, их будем редактировать и относить на печать. Это вот наша научная конференция состоялась. Спасибо вам за участие, за доклады объемные. Мы все это соберем и включим, и, наверное, раздадим всем. Спасибо огромное.